Поэтому, в принципе, так получилось накладки. Сейчас идет параллельно защита школы фермеров. 30 претендентов защищаются. Мы и там заявлены, и тут заявлены. Сейчас там Владимир Вячеславович там пока остается. Я вот смотрю, пока по регистрации активность невысокая, но, как всегда, к началу обычно 30-40 подключений, потом набираем до порядка 80. Значит, сегодня, прошу прощения, сегодня, коллеги, у нас тема обсуждения – это технологии производства, переработки молока, молочных изделий, составы, свойства молока, первичная переработка, глубокая переработка. Ну и по ходу обсудим параллельно и другие вопросы. Ну, в качестве объявления хочу сказать, что у нас с 26 по 28 ноября проходит выставка ярмарочных продуктов «Наш бренд». Это ВДХ Экспо. Пожалуйста, те, кто участвует, примите участие. Вот у нас заявлено порядка 30 кооперативов и порядка 10 фермеров. В этом году это мероприятие пройдет немножко в другом формате. Не как обычно, там не будет организационных мероприятий, каких-то круглых столов и совещаний, семинаров. Там будет чисто такая выставка продуктов. Поэтому обычно наш бренд славится тем, что тогда народу посещало много, торговля, продажи шли хорошо. 6 тысяч одно место на 3 дня, ну, думаю, недорого. В принципе, в любом случае народ будет. Приглашаем, у кого есть желание. Вот что хочется сказать по переработке, производству первичной и вообще занятий с молоком. У нас на сегодняшний день самое большое направление по кооперации – это молочное направление. Ну, во-первых, самое такое понятное, внятное и довольно-таки доступная форма кооперативного взаимодействия. И очень много пока еще, слава богу, население держит крупный рогатый скот. У нас у населения, мы лидеры в Российской Федерации по количеству надоев молока именно у личных подсобных хозяйств. Поэтому эта тема должна быть актуальна. И у нас, я уже говорил, кооперативов больше всего. И у нас перерабатывающих малых и средних производственных объектов тоже в Республике Башкортостан в разы больше, чем в других регионах. И интерес не снижается. Вот у нас количество кооперативов, которые хотят заниматься мясной переработкой и молочной переработкой, с каждым годом растет, что есть хорошо. Поэтому мы должны знать, чем будем заниматься. Вот сегодня у нас в гостях Ирина Валерьевна Миронова, это завкафедра технологий мясных молочных продуктов, доктор биологических наук. Сомневаться в ее знаниях не приходится. Мы будем брать за истину ее слова. Спасибо, Ирина Валерьевна, за то, что приняли наше приглашение. Надеюсь, мы плодотворно отработаем. Вот для себя вы решите, как будет легче вам работать. Некоторые выступающие говорят, что отвечать будет в конце. Некоторые удобнее по чату сразу по ходу отвечать на вопросы. Уважаемые коллеги, будут вопросы, вы пишите в чат. Вот с левой стороны у вас интерактивная колонка. Мы там видим, сразу появятся вопросы. Если будут вопросы, пишите. А вопросы должны быть, потому что действительно молоко – это сложный сельскохозяйственный продукт, который требует очень бережного отношения, и оно живой продукт постоянно и скоропортящийся продукт, поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических норм – это обязательно. И еще одно объявление. Завтра, уважаемые коллеги, у нас в городе Октябрьском сельхозкооператив «Баш Экопродукт» открывает оптово-розочный центр по улице Северная, 19/11. Вот это для тех, кто ищет реализацию, кому еще необходимы дополнительные точки сбыта своей продукции. Октябрьск, город довольно-таки агрессивно растущий, там многие ситуации меняются, он такой популярный, он растет, город растет, поэтому там население уже доходит до 100 тысяч. Насколько я знаю, по значимости такой довольно-таки серьезным становится этот город. Если будут желающие, пожалуйста, или обращайтесь в Баш Экопродукт кооператив, можете стать пайщиками, тогда будут условия другие.
Если кто не хочет стать пайщиками, то можете к нам обратиться, мы дадим информацию. Вот такое объявление у нас есть. Мы часто продвигаем своих кооперативов, предлагаем, это никакая не реклама, это вот элемент сопровождения для того, чтобы всем было хорошо и лучше. Хорошо и лучше. Значит, еще одно, уважаемые коллеги, вот мы делаем большой анализ по тем кооперативам, которые получили федеральные гранты и которые не смогли освоить вовремя или освоили не целево. Будем разбираться. Это, конечно же, недопустимо. Государство пытается помочь, а получается, люди получают помощь и при этом умудряются его не освоить в назначенное время. Но сейчас техника, время, интернет, общение настолько сокращены, что можно в течение суток обшарить всю простор России и найти нужное оборудование, и нужно вовремя освоить. Можно освоить. Поэтому, пожалуйста, на это обращайте внимание. У нас на сайте тоже предоставлены поставщики оборудования, но там не только оборудование, бывает так, что вы написали в планах расходах одно, купили другое. Это, уважаемые коллеги, будет считаться нецелевкой, потому что вы объявлялись на один вид оборудования, а покупаете другой, это недопустимо. И потом, вы получили грант, если вы его не осваиваете, значит, вы лишили возможности идущих за вами людей воспользоваться мерами господдержки, что не есть хорошо. У нас есть, вот вчера только создался еще один кооператив, сейчас у нас всего 351 сельскохозяйственно-потребительский кооператив в Республике Башкортостан. Мы потихоньку набираем обороты. Набирайте своих пайщиков. Вот есть кооперативы по сбору молока. Начинали с 10 пайщиков, сейчас уже больше 100. Значит, технологии, мы надеемся получить ответы на вопросы. Все-таки сбор населения, у населения молока сопряжена определенными сложностями. Не все просто так, надо выстраивать правильную работу. Уважаемые коллеги, с удовольствием предоставляю слово Ирину Валерьевну вам. Пожалуйста, аудитория ваша, будут вопросы, отвечайте. Вот, тайминг не назвал, тайминг работы примерно от 10 до часа мы планируем в зависимости от объема информации и объема интереса наших слушателей. Уважаемые коллеги, я завершаю свое вводное слово. Следующий вебинар мы планируем 27-го. Это не запланировано было ранее, но по просьбе наших операторов, наших аграриев, мы решили включить вопрос программного продукта «Меркурий» для сопровождения сельскохозяйственной продукции. Очень много вопросов возникает в процессе использования этого программного продукта, поэтому мы решили пригласить специалистов сельхознадзора для того, чтобы они нам дали именно обучающие материалы в части Меркурий. Это будет запланировано 27-го. И 24-го мы запланировали проведение вебинара для защищающих участников школы фермеров. Но это планы наши на будущее. Я смотрю, вот уже 44 подключения. Я думаю, еще мы наберем порядка 20. Ирина Валерьевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Да, доброе утро, уважаемые участники. Хотелось бы для начала познакомиться с нашей кафедрой, которая при Аграрном университете располагается. Это кафедра технологий мясных, молочных продуктов и химии. Она у нас достаточно многочисленная, которая представлена и штатными работниками, то есть тот, кто осуществляет учебный процесс, и есть у нас производственники. Я думаю, если посмотрите на фотографии, на состав нашей кафедры, вы увидите, наверное, ряд знакомых для себя лиц, да, из числа бывших, не бывших, а настоящих руководителей предприятий. Это очень отрадно, мы этим гордимся. К сожалению, не все здесь представлены, но, тем не менее, вы уже можете кого-то видеть. И Ильдар Мунавирович, и господин Исхаков тоже, да, представлен здесь. Наша кафедра осуществляет не только основную образовательную деятельность, а образовательная деятельность у нас связана с технологией мяса и мясных продуктов и технологией молока и молочных продуктов. Осуществляем мы подготовку по направлению продукты питания животного происхождения, это по бакалавриату и по магистратуре.
Прям вот вам из первых уст могу сказать, что на следующий год у нас будет осуществляться прием на бакалавриат. И мы немножко переименовали звучание нашего направления. Теперь это будет называться так: технология и управление качеством пищевых продуктов, подразумевая, что это будут все-таки мясные и молочные продукты. То есть теперь мы больше упор делаем на управление качеством, потому что этот вопрос выходит на первый план, и для потребителей этот важный вопрос, ну и для производителей, я думаю, для вас тоже это тоже такой момент, который требует большого внимания, и мы постараемся эти моменты шире рассматривать. Далее. Осуществляя также научную деятельность, есть у нас программа, утвержденная программа НИР-НИОК, разработка совершенствования технологий производства и переработки животноводческой продукции. Здесь мы представили только направления, которые за последний год немножко развивались. Это мягкий сыр с растительными компонентами. Ну, здесь у нас были и пажитник, мы посмотрели, он очень себя интересно ведет. Вот на крайней фотографии видно такие вкрапления на сыре. Очень необычный вкус. Пажитник дал вкус грецкого ореха, и это, в общем-то, недорогой компонент, а дает вот такой необычный момент. Творожную массу на основе сыра рикотта. Рикотта тоже знаете, да, уже, может быть, кто-то и производит. Сыр очень полезный, нужный и необходимый, поскольку содержит больше сывороточные белки, которые также для нашего организма очень нужны и важны, и мы его просто недополучаем, эту группу белков. Ну и выстрелило у нас это мороженое с прополисом и мороженое с пыльцой и обножкой. Мы презентовали этот продукт в течение лета, у нас эта активная работа шла. Поэтому мы увидим этот продукт на выставке, да, наш бренд, который будет проходить на ВДНХ вот в следующей неделе. Поэтому, я думаю, вы сможете подойти, попробовать и увидеть. Кроме этого, мы участвуем в реализации программ по дополнительному образованию. Ну, заняли нишу совершенно новую опять для нас, она буквально 2-й год работает. Это мастер-классы для детей и взрослых под названием «Химия в чашке». Проводим обучение для малышей. Мы сейчас тоже прям совершенно новинка для нас. Это выезжаем в школы, тот, кто пока еще допускает, да, и мы с ребятами проводим мастер-классы. Мастер-класс был у нас и по мороженому, и коктейль молочный делали, ребятам очень нравится. Делали цветные пельмешки. Ну, все это не просто мы сделали и забыли, а все это сопровождаем таким объяснением с точки зрения химии. Да, ребятки маленькие, но надо как-то прививать любовь к этому предмету сложному. Поэтому мы привлекаем химиков, и они уже там через различные, ну, скажем так, фокусы, да, показывают ребятам самые-самые интересные и ценные. Дальше активно мы участвуем в различных конкурсах, в том числе и международного уровня. Это конкурс наших инновационных разработок. Прямо за последний год, прошлый год, я только за последний год вам представляю информацию, предыдущие года слишком объемно будет. Мы заняли 4 диплома первой степени. Это тоже и молочные, и мясные продукты. Тот же сыр с семенами льна очень неплохо себя проявил. Тоже мороженое с пыльцой, оно у нас уже дважды титулованное оказалось. Ну, я надеюсь, что мы скоро-скоро увидим на прилавках и сможете оценить данный продукт. Дальше есть у нас направление, когда мы завершаем работу со студентами и представляем работу в виде дипломного проекта. Эти работы мы также не оставляем на полке, особенно исследовательского плана. Мы их также презентуем, отправляем на конкурсы. И вот прям буквально даже месяц не прошел, мы еще получили несколько дипломов за выпускные квалификационные работы именно по научному направлению. То есть работ очень много, идей тоже. Можно кое-что даже, думаю, внедрить в производство, уже залеживается на полках. Следующий момент. У нас активно руководство университета направляет на различные стажировки. Эта стажировка была лично моя в 2013 году. Мы ездили в Германию, изучали различные производства. Это были и по растительному направлению, и были у фермеров различных, посмотрели, изучили. И вот примечательно, прям буквально одну фотографию выставила. Это молочный завод, который, по сути, полностью укомплектован. Можно сказать, что это завод-робот, где отсутствуют технологи, отсутствуют лаборанты. Есть все, потому что идет в закрытом потоке, все автоматизировано. На предприятии находится несколько человек, которые выполняют функцию упаковки.
и транспортировки до места хранения. И есть воспитатель, потому что это люди, как правило, те, которые не социализированы, но способны выполнять ряд операций, повторяющихся часто, да, то есть перекладывание этих упаковок, счет. И это предприятие полностью освобождено от налогов, потому что занимает в своей работе вот таких вот людей. Поэтому это для нас был такой интересный опыт. Завод совершенно небольшой, они занимались производством йогурта. Одно вот такое направление. Что еще интересный момент по данному предприятию было, что отсутствуют лаборатории полностью, то есть ни приемной лаборатории нет, ни конечной лаборатории нет, как вот у нас на любом предприятии, да, более-менее крупном. Все и сырье, и продукция, как курьерской доставкой отправляется в институты, и при институтах есть вот эти аккредитованные центры, которые осуществляют и анализ качества сырья, и анализ качества готовой продукции. Поэтому вот такое сосредоточение. То есть то, что пока что у нас этого нет, но как опыт, почему нет? Вот вам такой небольшой экскурс. Дальше мы проводим, с нами также проводят обучение, выезжаем в различные институты. Вот буквально ездили весной в Кубанский государственный аграрный университет. Это было обучение такое достаточно интенсивное. Также мы рассматривали различные технологии, различные способы анализов, какие-то новые анализы. Вы тоже, наверное, знаете, сейчас существует проблема, когда молочная продукция фальсифицируется компонентами, которые очень сложно обнаружить лабораторными методами. Я думаю, позже мы немножко об этом будем говорить. Но сейчас тоже промышленность не стоит на месте. Лаборатории тоже находят способы, и как себя тут обезопасить, я, наверное, вам тоже смогу сказать. Дальше мы проводим выездные занятия с ребятами. Это обязательная составляющая учебного процесса, потому что в стенах университета можно все сделать, основные продукты, но когда они выезжают на предприятия, в том числе и фермерские хозяйства, конечно, кругозор совершенно становится другим. Шире себя могут определить, да, ребята, свою деятельность. Кому-то интересна лаборатория, кому-то интересно само производство, кто-то в параллель уходит в виде компаний, занимающихся добавками или исследованием тех или иных продуктов. Поэтому, я считаю, практика у нас достаточно насыщенная у ребят, и мы приветствуем, чтобы они посетили как можно больше предприятий, чтобы кругозор, даже когда они к вам придут далее на работу, у них уже были какие-то перед глазами примеры. Пусть положительные, где-то бывают и отрицательные примеры, но наша задача научить их так, как это должно быть, а как испортить, это мы научимся всегда, да, это дело в практике. Ну и вот также молочная страна, ребята участвуют как участники, да, и оказывают помощь в представлении своей продукции. Вот очень-очень коротко, прям быстро-быстро, чтобы не занимать основное время, вам такая вот информация. Сразу скажу, что прием у нас осуществляется в летний период. Сейчас тоже хорошая практика, когда предприятие понимает, что не каждый специалист, который закончил высшее учебное заведение в городе, и намерен, и настраивается ехать в хозяйство, тут, конечно, мы начинаем проводить такую работу, чтобы прям со школы курировать этого ребенка, чтобы он потом точно вернулся к себе в район и продолжил там оказывать помощь хозяйственным. Поэтому вот эта вот работа очень такая непростая, потому что человек, молодой человек, попав в город, как-то вернуться ему в сельскую местность бывает очень проблематично. Но мы ставим такую задачу перед собой, чтобы ребята все-таки не забывали свои родные места. Благо сейчас есть различные программы, да, господдержки, когда и подъемные получают, и жилищный вопрос решаются. Ну и многие предприятия сами таким образом участвуют в жизни ребенка, даже в процессе его обучения. Сейчас вот идет уже прям буквально последний прием был коммерческий на заочную форму, и есть хорошие примеры, на мой взгляд, когда предприятие само оплачивает обучение вот вчерашнему школьнику, чтобы он остался работать и нести такую пользу. Вот, тем более обучение у нас совершенно
невысокая стоимость, если в плане заочного, это до 30 тысяч в год, есть возможность оплату вносить частями, поэтому, ну, если самому сложно, то предприятие приходит на помощь. Это такое вступление, несколько слов, да, то, чем мы занимаемся, чтобы было понятно. И, наверное, перейдем уже к основному нашему вопросу. Первый вопрос, как я всегда говорю, это вопрос на засыпку. Для любого студента, когда идет защита дипломов, задай ему вопрос состав молока, и он поплывет. Да? Поэтому на предприятиях тоже такая история возникает. Из чего же состоит молоко, насколько это уникальный продукт, и как он нам нужен, всем необходим, с небольшими отступлениями. Да? Мы сегодня об этом будем говорить. Существует у нас несколько определений, что же такое молоко. Есть молоко, можно рассмотреть его с точки зрения сырья для предприятия молочной промышленности, и это одно определение. Есть определение, что это больше продукт, который получается в условиях хозяйства, то есть вот как здесь я вам представила это определение, продукт нормальной физиологической секреции. И наша с вами задача максимально сохранить его качество, которое дает нам природа. Опять же, с оговоркой при условии нормального содержания животных. Потому что все, что окружает животное, все то, как мы с ним работаем, это все отразится в итоге на нашем сырье и будет определяться состав этого продукта, сможем ли мы произвести те или иные продукты. Потому что ряд продуктов без нужных нам компонентов, которые в большей дозе должны быть, да, мы сделать не сможем. Или сделаем, но это будет с большими затратами. Давайте мы рассмотрим, что же такое это молоко с точки зрения его химического состава в первую очередь. Значит, если мы весь состав молока, все его составные компоненты примем за 100%, то мы увидим, что большая часть приходится на воду, поскольку это жидкая фракция, да, 87,5%. Но это не только не цифра 87,5 и точка, может быть и 86, может быть и чуть больше, потому что это в диапазоне. Здесь просто усредненные значения. Потому что, понимаете, летом один состав молока, зимой может быть другой состав молока. Все остальное, что не вода, называется сухие вещества. В среднем 12,5%. Если мы пытаемся фальсифицировать молоко, а это тоже бывает, путем разбавления водой, то мы как раз вот здесь в химанализе сможем и определить, что у нас сухого вещества будет меньше, и воды окажется выше нормы. Тогда уже будем делать выводы, для чего мы это делаем, что, какую выгоду хотели извлечь. Теперь посмотрим на состав сухого вещества. Если убираем воду, если убираем молочный жир, которого в среднем, ну, мы говорим 3,8%, а чуть позже обратимся к стандарту, там содержание жира не менее 2,8%, мы поймем, что остается у нас сухие обезжиренные молочные вещества, или мы говорим сома. Это 8,5%. По сути, это такая вот концентратная часть, содержащая в себе белки, минеральные вещества и лактозу. Белки – это ценный компонент, и задача производителей максимально увеличивать, то есть стремиться так и кормление налаживать таким образом, чтобы белка было больше, поскольку многие предприятия сейчас особо внимание уделяют именно на этот составной компонент. Если все предыдущие стандарты 70-го года, ГОСТ на молоко заготовляемое, 88-го года, они все были рассчитаны на прием молока по жиру, то есть расчет с поставщиками осуществлялся по жиру, то сейчас уже мы понимаем, жир не всегда нам нужен, тем более есть такие рекламные ходы, да, что жир не самый важный и нужный компонент, хотя мы поспорим по этому вопросу, да, нужен или не нужен, больше идет на белок. Белковых продуктов сейчас тоже достаточно много, мы творог производим, и йогурты тоже без белковой составляющей, сыры, это все концентраты белка. Конечно, для данной категории продуктов нам этот компонент очень нужен. Но здесь у нас белок представлен казеином, большее содержание его находится в молоке, и сывороточные белки, сывороточных белков 0,5-0,7% это альбумины и глобулины. Нужные, ценные, необходимые компоненты. Ну, давайте вот для примера я вам скажу. Казеин вы каждый видел. Казеин, по сути, это то, что, когда мы творог производим, вот эта вот белковая масса, это и есть казеин в основном.
А сывороточные белки нам не очень-то видно, не очень заметно, но тоже для примера скажу. Когда вы приобретаете, допустим, приобретаете кумыс, вы видите, что по консистенции этот продукт все-таки такой не вязкий, да, и вы можете увидеть в нижней части бутылочки прозрачной, что там присутствует такая взвесь, белковая взвесь, такие мелкие-мелкие частицы. Это и есть те самые нужные нам сывороточные белки. Они содержат много элементов, там и бактерицидные вещества присутствуют, тоже капельку позже я вам о них расскажу, что дают особую ценность продукту. Поэтому вот эти два составных компонента нам необходимы, и мы должны их максимально использовать. По звучанию сывороточные белки уходят с потоком сыворотки, когда мы производим творог, и получается, что очень часто мы просто выливаем в канализацию, если не занимаемся такой конечной переработкой, и оказывается, что самое ценное мы отправляем, да, не перерабатываем, а еще и за это можем платить штрафы, да, если это загрязнение окружающей среды. Минеральные вещества, это представлено в основном у нас, говорим, много, да, минеральных веществ, 0,7 в молоке, это кальций, фосфор, основные компоненты. Не для всех продуктов они нужны, особенно для продуктов детского питания это лишний компонент, но раз он у нас присутствует в молоке, в принципе, для нашего организма тут резонанс такого не возникает. Хотелось бы сказать несколько слов о свойствах, о полезных свойствах молока. Мы говорим, молоко полезно, парное молоко особо полезно. А в чем же эта полезность, кроме того, что как бы на словах, да, как бы доказать эту полезность? Первая полезность мы объясняем именно составом, что в настоящее время наш организм, организм взрослого человека, организм ребенка, он страдает дефицитом белка. Если проанализировать наш рацион, мы поймем, что дефицит белка достигает до 50%. То есть, представляете, 50% белка мы не доедаем. А это наши мышцы, это наш внешний вид, это наше просто нормальное состояние организма. И если мы проанализируем, то часть белков мы просто выливаем в канализацию, мы их не перерабатываем. И, по сути, если бы мы делали действительно глубокую переработку, мы, наверное, могли вот этот вот дефицит как-то ликвидировать. Опять же, про целебные свойства молока, о них уже было известно нашими основателями, да. Тут вот несколько фраз. Молоко требует меньше всего сил на усвоение, так и есть, молоко усваивается практически на 98%. Если мы даже раскладываем те или иные компоненты, допустим, жир, да, жир, молочный жир и жир молока, он усваивается очень высоко, это говорит о том, что все идет на поддержание жизни, на поддержание нашего организма. Важный, нужный компонент, немножко его так задвинули, я думаю, что наше детство как бы доказывает, да, что молоко жирное, молоко со средним, пусть даже содержанием жира, оно необходимое, потому что когда мы переходим на обезжиренные диеты, в итоге мы не достигаем того результата, который как бы нам вот так вот заявляли. Есть мнение, что молоко не только полезное, но может нести в себе вред. Это действительно так. Вред может нести только для той категории людей, которые имеют проблему в виде отсутствия лактазы, фермента. Это фермент, который отвечает за расщепление лактозы. Лактоза – это молочный сахар. Сразу говорим, что наше население, население нашего региона, в принципе, мы не находимся в той зоне, когда у нас вот массово отсутствует этот фермент. Это не так. Это Африка, мы можем сказать, там Южная Америка. Вот там именно генетически это предрасположено. У нас, к нашему счастью, такой проблемы нет. Но есть проблема в том, что наше неправильное питание, экология, конечно, это так все банально звучит, это заезженные фразы, но это так. Это все приводит к тому, что мы постепенно утрачиваем этот фермент. Еще один момент, что мы с вами очень часто прибегаем к лечению антибиотиками, а это тоже та самая проблема, когда нарушается микрофлора нашего кишечника. Но
наша промышленность не стоит на месте. Мы понимаем, что молоко только из-за того, что не можем переносить лактозу, мы не можем от него отказываться. Сейчас промышленность пришла к такому пути, когда создала уже, и мы эти продукты уже вырабатываем совместно с нашими партнерами, совместно с нашими коллегами. Это безлактозные йогурты, безлактозное молоко в том числе. В принципе, это по цене, ну, понятно, будет чуть выше, но это не те самые технологии, которые мы видим, которые, когда нам импортные предлагают, когда это безлактозное молоко стоит там в 5-6 раз выше. Здесь нет, это технологический прием, прям тоже, думаю, мы на него должны обратить внимание. Когда мы по технологии, мы сегодня рассматривать будем технологические аспекты, если вдруг забуду, вы мне напомните, да, когда и как нужно использовать данный компонент. Как проявляется? Мы даже можем не каждый понимать, что у нас существуют проблемы с отсутствием данного фермента. При потреблении молока в чистом виде мы можем увидеть в своем организме, заметить нарушение. Вот здесь я вам симптоматику тоже привожу. Если это присутствует, то, скорее всего, да, у нас эта проблема существует, и мы можем ее решить вот таким простым, скажем, способом, да, простым, и он уже сейчас действительно стал доступным. Дальше хотелось бы сказать о том, что каждый вид сырья, который поступает на предприятие для переработки, должно отвечать определенным требованиям. Эти требования прописаны стандартом. От этих требований мы отходить не можем. Есть определенные послабления в самом же стандарте, допустим, когда мы не попадаем по содержанию жира или там по содержанию белка, но в принципе, если остальные показатели у нас соответствуют нормативным значениям, и предприятие действительно нуждается в сырье, то мы можем отойти от этих требований на основании дополнительной документации. Мы оформляем акт, да, или мы можем оформить стойловую пробу, на основании вот дополнительных документов мы можем это молоко принять. Естественно, это будет снижение стоимости, но возможность все равно заработать. Значит, какие требования предъявляются к молоку, сырью? Все требования можно условно разделить на несколько категорий. Это органолептические показатели, вот то, что представлено на нашем слайде. Это то, что мы можем определить с помощью органов чувств. Консистенция, внешний вид, да, по сути, скажем, что это за жидкость, однородная, консистенцию, допустим, у масла это более плотная консистенция, у кисломолочной более вязкая. То есть то, что мы визуально посмотрели и сказали. Для молока это должна быть только однородная жидкость, без осадка и хлопьев. Если мы видим осадок, делаем выводы, да, что вполне может это быть молоком, подвергалось тепловой обработке или разбавлению. Хлопья тоже говорит о том, что уже какие-то процессы начинают происходить. Дальше. Вкус и запах. Вот здесь тоже такой момент. Вкус и запах. Можно ли пробовать сырое молоко? Запах, да, запах мы можем почувствовать. Даже когда мы открываем цистерну на приемке уже на заводе, мы прям первые вот эти нотки чувствуем. Нет ли там кормового привкуса, нет ли там запаха нефтепродуктов. Самый страшный порог, который можно придумать для молока, сырья, это привкус и запах нефтепродуктов. Если кормовой привкус, мы можем избавиться. Ну, допустим, мы проведем такую операцию, как дезодорация, то есть под вакуумом у нас будет происходить кипение, и вот при этом кипении будут уходить летучие вещества, которые дают вот эти кормовой привкус. Если это легкий кормовой привкус, тоже предприятие знает, как с ним бороться. Мы можем использовать повышенный режим тепловой обработки, и он тоже закроет нам вот этот кормовой привкус. Бывает, присутствует в молоке горечь, легкая горечь, ну там полынь попала, лютики попали, да, в кормлении, особенно в летний период. Там бывает запах чеснока. В принципе, с этим мы тоже можем бороться, используя ту же самую дезодорацию. Но если обнаруживается запах нефтепродуктов, ничего мы с ним сделать не сможем, и это молоко бесполезно перерабатывать, потому что обязательная операция для молока и как сырья, и для всех остальных продуктов – это тепловая обработка. Вот как раз тепловая обработка усиливает запах нефтепродуктов, и мы его обнаружим потом в конечном продукте. Цвет от белого до светло-кремового – это тоже определяется составом молока, определяется то, что животное потребляет, да, в процессе своего роста и развития.
Поэтому вот эти компоненты вот эти моменты мы должны определять. Но сразу вот я вам задала вопрос, а сама я же не ответила. Значит, вкус молока сырого мы определять не можем в сыром виде. Мы обязательно должны подвергнуть сначала тепловой обработке, потом уже определить вкус, потому что сырое молоко может быть источником различных, в том числе и патогенных компонентов, и мы себя подвергать опасности не имеем права, как работники еще нужны. Да? Дальше, следующая группа показателей – это физико-химические показатели. В этой же таблице представлены, по сути, и микробиологические показатели. Вот это новый стандарт, новый, он уже действующий много лет. Два ключевых компонента – это массовая доля жира, массовая доля белка. И вот здесь, если посмотрите, не менее 2,8. То есть жира менее нежелательно, потому что везде нам нужен тот же самый белок, нужен, жир, понятно, жир был раньше 3,4, как бы базисная указана была в стандарте, но считается, что если это ниже, то как бы скидка уже к закупочной цене выше, соответственно, и будет повышение стоимости. По кислотности тоже 16-21 градус Тернера. То есть градус Тернера – это единица измерения вот данного показателя. Кислотность чем у нас определяется молока? Определяется наличием посторонней микрофлоры, но еще здесь, обращаясь к составу молока, мы знаем, что белки молока представлены аминокислотами, теми самыми полезными, нужными для нас компонентами. А по звучанию, вот даже посмотрите, аминокислоты – это кислоты. Любая кислота способствует тому, что увеличивается кислотность. Поэтому если в молоке содержание белка увеличивается, то кислотность молока, пусть незначительно, но тоже увеличивается. И это не порог, а это вот такая данность, которую мы должны знать и понимать. СОМа мы с вами уже говорили, да, вот по стандарту здесь у нас 8,2. Группа частоты, когда мы проводим, когда мы 250 мл молока прогоняем через фильтр и обнаруживаем механические примеси на поверхности этого фильтра. От распределения этих механических загрязнений мы определяем частоту молока. Есть первая, вторая, третья, четвертая. Первая – идеальный вариант. Вторая – это значит чуть больше механических примесей. Третья, четвертая на переработку именно вот промышленный вариант не подходит. Плотность. Плотность также определяется содержанием сухих веществ. Это тот же самый жир, белок, лактоза, присутствующая в молоке. Это вот та самая плотность. Если мы, опять же, производим разбавление молока водой, то мы по плотности это сможем увидеть. Далее, содержание соматических клеток – это тоже как бы показатель того, что животное находится в здравом состоянии, да, и не присутствуют какие-то там скрытые формы мастит. Вот по этому показателю мы сможем увидеть. И количество мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Очень часто мы встречаем вот эту вот завуалированную буквенную аббревиатуру, да, но не всегда понимаем, как правильно это расшифровать. То есть это микроорганизмы, которые у нас присутствуют в молоке, развиваются. И сказать, что это плохо или хорошо, конечно, чем их меньше, тем для нас лучше, но без них мы тоже без них не получится получить, то есть стерильный продукт. Стерильное молоко у нас находится в имени только внутри животного. Когда идет процесс извлечения молока из вымени, вот здесь и как раз наступает та самая фаза, когда идет атака микроорганизмов с внешних источников. То есть это руки рабочего может послужить источником загрязнения, само вымя животного, если мы недостаточно тщательно промыли, оборудование – это тоже источник загрязнения, воздух, то есть все, что окружает вот процесс извлечения молока. Поэтому, конечно, когда этот процесс идет в закрытом потоке, говорить о качестве мы можем лучше, да, но если это такая вот, как в домашних условиях, процесс дойки, то здесь, конечно, атака микроорганизмов будет намного выше. Дальше. Есть у нас еще группа показателей, это медико-биологические показатели, не представила здесь. Когда мы обращаемся к такому документу, как технический регламент Таможенного союза, и там мы можем увидеть, так, точно пробежала, может быть, его даже...
Да, вот, да, допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ. Вот здесь мы можем как раз и увидеть, какие компоненты мы должны контролировать. Понятно, это не дешевая процедура, да, обнаружить вот те или иные компоненты, но поэтому существует определенная периодичность. Это не каждая партия, как по органолептическим и физико-химическим показателям, проводится с определенной периодичностью. Хотелось бы еще вот обратиться к тем же стандартам на терминологию. Мы иногда говорим какую-то фразу, не всегда подразумеваем, что же это такое. Сырое молоко. Сырое молоко – это то молоко, которое не подвергается термической обработке. Но вот здесь посмотрите по определению, температура 40 градусов все-таки присутствует. Эти 40 градусов, они идут не с целью подвергнуть молоко именно как нагреву, чтобы считать, что мы там уничтожаем микроорганизмов. Нет, это нагрев нужен для того, чтобы создать более оптимальную вязкость молока и в дальнейшем подвергнуть это молоко сепарированию, то есть или сепарированию, или очистке центробежной. Чуть позже говорим об этом. То есть температура 40 градусов считается оптимальной для вот, отделения механических примесей, но тут же сразу говорю, что эта же температура является оптимальной для развития микробов, то, что уже попало в молоко. Поэтому даже если мы на короткий промежуток времени нагреваем молоко до 40 градусов, то есть мы создаем прямо вот ту самую атаку, когда микробы активно начинают развиваться, размножаться. Ну и тем самым мы увеличиваем бактериальную обсемененность, если долго задержим молоко в этом состоянии. Цельное молоко – это то, что мы не подвергали молоку какому-либо воздействию в плане извлечения его компонентов. То есть если мы сепарируем молоко, разделяя его на фракции, или, ну, что еще там у нас, микрофильтрация тоже есть, то есть удаляем или белок таким способом, то это молоко уже цельным мы назвать не сможем, потому что мы лишились того или иного компонента. Сливки – это то, что мы подвергаем молоко сепарированию для разделения, для выделения вот этой жировой фракции, массовой доли жира, да, не менее чем 9%. То есть если это менее, это будет называться молоком, а если 9% и выше, это уже называется сливками. Часто мы, конечно, слышим фразу «замещаем сливки и сметана». Это не так. Причем, ну, в бытовом варианте. Сметана – это то, что мы получаем готовый продукт, который вносим специально полезные микроорганизмы, чтобы достичь вот эту вот консистенцию, достичь определенную кислотность, вот это будет называться сметаной. А сливки, которые мы получаем вот в процессе сепарирования, это все-таки продукт или сырьевой компонент именно со сливочным вкусом, который еще не изменил свою консистенцию. Сырые сливки – это также, вот как мы по молоку говорили, да, то, что не подвергается термической обработке. Вот эта терминология. Эта терминология встречается в каждом стандарте на каждый вид сырья, на каждый вид продукта. И ну, наша задача хотя бы вот иметь понятие и как-то не отходить от них. Далее. Обращаемся к тому, к тем операциям важным, нужным, и мы их делаем, и мы будем их, наверное, постепенно даже и совершенствовать, чтобы максимально сохранить исходные свойства молока. Свойства молока уникальны, поэтому первое, ну, может быть, это не, правильно сказать, даже не одна из операций, ее нельзя сказать, что только мы должны проводить вот эту операцию в виде очистки от механических примесей и микроорганизмов. В идеале от микроорганизмов. Это уже совершенные способы очистки. Крупные предприятия понимают, что могут себе это позволить, да, когда мы ставим там бактофуги или микрофильтрацию, понимаю, что мелкие предприятия это сделать не могут, но мы все-таки можем использовать те более или менее неплохие способы очистки, не останавливаясь только на фильтрации. Значит, способы – это вот сепаратор, молокоочиститель может быть. Очистка может проходить в холодном виде, в теплом виде. В теплом мы сейчас чуть выше говорили, да, когда температура 40-45 градусов нагреваем, чтобы эффективность была выше. Холодная очистка, наверное, это более идеальный вариант, поскольку мы молоко не подвергаем вот этим опасностям, да, в части увеличения насыщения посторонней микрофлорой. Ну вот для примера, как это происходит, да, из емкости хранения, это я говорю больше по предприятиям. С помощью насоса молоко проходит сепаратор молокоочиститель. Я чуть позже его тоже вам покажу, как он
выглядит, как он внутри именно, что происходит. Дальше очистка молока с подогревом, когда в линию включается теплообменник. Если это молоко питьевое пастеризованное, допустим, или кисломолочная группа напитков, то чаще всего в эту линию включают сразу весь комплект оборудования. Это вот пастеризационно-охладительная установка, где присутствует и сепаратор молокоочиститель, или сепаратор молокоочиститель, нормализатор, может быть, и гомогенизатор, и то есть вот те самые подогрев и охлаждение. То есть это все происходит вот в такой единой линии. Мы про эту линию тоже будем чуть-чуть подробнее говорить. Далее. Да, это мы с вами рассмотрели. Что же собой представляет сепаратор молокоочиститель? Конструкция у них, то есть зависит от того, какой мощности данный сепаратор. На предприятиях крупных это будет и 10-тонник, если это бытовой сепаратор, тоже, наверное, примерно представляете. Из чего состоит это основание, тарелка-держатель, куда мы насаживаем комплект тарелочек в определенной последовательности строго, да, имеется для сливкоотделителей там еще разделительная тарелка, но процесс очистки осуществляется под действием центробежной силы. То есть молоко попадает, вот, проходит через тарелкодержатель, и здесь вот по схеме можем видеть, поднимается вверх, опять же связано с тем, что идет процесс вращения, да, барабана очень интенсивно, и молоко условно, из молока условно выделяются вот эти механические примеси. Поскольку эта фракция тяжелая, механические примеси, куда могут попадать и волосы, и слизь, и различные кусочки там грязи, какие попадают, да, с животного, с оборудования, они оседают вот в периферийную часть, или мы говорим, это грязевое пространство. Оно может очищаться периодически или в автоматическом режиме, или ручная выгрузка осадка. Даже если вы в быту использовали этот сепаратор, видели, да, когда разобрали, то там у нас и слизь присутствует, и вот эта вот грязь, шламовое пространство, это, конечно, нужно периодически, если это сепаратор периодического действия, каждые 2 часа останавливать и вот эту часть промывать. Потому что при заполнении этого грязевого пространства она начинает попадать на вот эти тарелочки, и процесс уже эффективной очистки, ну, здесь уже не будем об этом говорить, да, уже не произойдет. То есть грязь будет уходить с потока молока. Поэтому вот это оборудование на сегодняшний день на предприятии, конечно, используется более активно, но в хозяйствах желательно, чтобы было. Да, способы очистки есть еще один вариант, ну, скажем, достаточно современный, когда очистка осуществляется и от бактерий. Называется бактофоги. Принцип работы заключается также в действии центробежной силы, но скорость вращения барабана намного выше, потому что нам нужно извлечь еще и вот те самые микроорганизмы, у которых плотность намного меньше, да, чем плотность механической примеси. В идеале бы, если это оборудование довести до совершенства, да, и найти какой-то способ, оно бы могло заменить нам тепловую обработку. Мы тогда, по сути, могли бы получить молоко с удаленными механическими примесями, что мы и стараемся делать, да, тепловой обработкой. Но, к сожалению, этого сделать мы не можем, только по той причине, что при бактофугировании сохраняются споровые формы микроорганизмов. Споры – это то, чем размножаются бактерии, и получается, что как бы мы ни хотели их извлечь, у них плотность такая же, как и плотность вот этой обезжиренной фракции. Поэтому бактофугирование, к сожалению, заменить тепловую обработку нам не может. Мы вынуждены прибегать к следующей операции, это уже нагрев молока в виде тепловой обработки, в виде пастеризации. Еще один способ обработки называется микрофильтрация. Микрофильтрация нам... Да, вот она. Это мембранные методы обработки, когда через полупроницаемую мембрану, это я вам рассказываю такие уже современные вещи, через полупроницаемую мембрану проходят не только механические примеси, но мы на микроуровне можем выделить те или иные составные части молока. Поясню. Допустим, жир мы знаем, как выделить. Да, это мы проводим сепарирование, жир извлекаем и получаем обезжиренное молоко. Здесь все как бы понятно. Но есть продукты, и
Мы сами знаем, что хотим некоторые продукты дать им функциональное направление, функциональные свойства, что дается тем же самым белком, да, который я вот говорила, дефицитным белком. А вот эта микрофильтрация, она дает нам возможность выделить белок в чистом виде. На сегодняшний момент как мы извлекаем белок? Мы вносим закваску, мы подвергаем молоко сквашиванию, и вот здесь-то извлекаем вот этот белок, да, когда у нас происходит нарастание кислотности, происходит выпадение в осадок вот этого белка. Ну, так очень грубо, конечно, ну, скажу, вы получим творог. Вот этот творог и будет белок. Как бы взять творог и замешать его там в йогурт, нам пока что не приходит это в голову. Ну и, наверное, это будет не совсем правильно. А вот этот способ микрофильтрации позволяет нам выделить этот белок в том самом первоначальном виде, не подвергая его изменению, его структуры. Поэтому, ну, для примера я вам скажу, что данное оборудование ультрафильтрации, оно присутствует в Башкирии, да, на предприятии, это Белебеевский молочно-консервный комбинат. Это не реклама, это я в плане того, что вам сказать, что мы как практики тоже, да, ездим, смотрим и какие-то вещи вам показываем, рассказываем. Но сразу говорю, это не происходит извлечение для молока, у них идет просто конечная переработка сыворотки. Мы понимаем, вот если, опять, ну, отвлекусь немножко от этой темы, если мы возьмем завод, пусть это будет просто абстрактно, пусть это будет переработка 500 тонн молока, и когда мы, если это будет сыродельный завод, давайте посчитаем, сколько у нас получится сыра. Для удобства расчета из 1 тонны молока, чтобы сделать тонну сыра, нам нужно 10 тонн молока. Понимаем, да? Если это 500 тонн, это у нас выходит 450 тонн сыворотки. Вы представляете, какая цифра? 450. И чтобы ее нам переработать в идеальном варианте, нам, конечно, нужно обратиться к какому-то вот такому серьезному способу извлечения именно вот тех основных компонентов. А в сыворотке мы говорим, их достаточно много. Вот как раз эта микрофильтрация нам и позволит извлечь вот эти компоненты, сухие вещества из этой сыворотки. Но если мы, представьте, не сделали бы переработку эту глубокую, сразу говорю, что это оборудование достаточно дорогое, то мы бы все это слили в канализацию и получили бы огромные штрафы. И суточная, вот если мы возьмем город, там в среднем 50 тысяч человек, да, и возьмем вот это одно предприятие, стоимость расходов на очистку вот бытовых стоков, да, города и одного предприятия, они будут совершенно одинаковые. Поэтому то, что перерабатывать вторичное сырье нужно, это как, ну, как-то надо так вот понимать. Способов много, можно к ним обращаться. Дальше. Есть операция важная, нужная, необходимая охлаждение молока. И без охлаждения мы, наверное, никогда не обойдемся, поскольку продукт скоро портящийся. Это процесс снижения температуры, чтобы мы уничтожили, даже неправильно, не уничтожили, уничтожить мы охлаждением не сможем, приостановили деятельность микроорганизмов, которые попадают с внешней среды. Данную операцию у нас регламентируется, данная операция регламентируется стандартом, да, технический регламент Таможенного союза, где четко прописано, это прям маленькая выкладка, что оно должно быть очищено и охлаждено в течение 2 часов, то есть не более чем 2 часа. С чем связано? С тем, что данное молоко еще способно бороться с теми микробами, которые попадают с внешней среды. И температура 4 плюс-минус 2 градуса, это тоже не... Можно, конечно, там и до 10 оставить, но это температура, которая нам дает гарантию, что эти микроорганизмы, никакая группа, ни термофильная, ни психрофильная, ни мезофильная не будет вести свою жизнедеятельность в данных условиях. Вот здесь оговорочка маленькая есть, да, в последнем пункте, что в принципе можно охлаждать, если хозяйство располагается в непосредственной близости к предприятию по переработке, то есть за час как бы серьезных изменений не будет. Конечно, они будут, но еще молоко способно бороться. Вот о той самой волшебной, скажем так, бактерицидной фазе, бактерицидных свойствах молока мы говорим.
То есть это те вещества, которые присутствуют в молоке, это те же ферменты, антитела, вот, лизоцим. В молозиве присутствует огромное количество этих бактерицидных веществ. Они позволяют нам вот бороться то, что попадает извне. Но эта функция у молока, свойство молока не бесконечно. Если мы будем сохранять в исходном состоянии, да, без предварительного охлаждения, вот температура 37 градусов, то эта борьба будет продолжаться только в течение 2 часов. Но если мы молоко охладим хотя бы, вот как мы тут видите, в конце уже, да, до 5 градусов, пусть даже не 0, то уже действие этих веществ 36 часов. Вот это вот мы должны как дважды два для себя определить, потому что не всегда мы понимаем, ну да, молоко парное полезно, знаем эту фразу. Чем полезно? Ну, как бы там вкусно и все. А что в нем присутствуют вот эти антитела, которые борются со всем окружением, да, это надо понимать, это надо знать. Поэтому вот эту бактерицидную фазу мы должны холить, лелеять как можно дольше. Тоже маленькая оговорка. Это нужно для молока питьевого, это нужно для молока стерилизованного. То есть это нужно тогда, когда молоко не должно подвергаться действию полезных микроорганизмов. Вот представьте, если мы сделаем кисломолочный напиток, как мы его производим? Мы берем молоко, предварительно подготовленное, и вносим полезные микроорганизмы, вносим закваску. А в молоке-то у нас содержатся бактерицидные вещества, и эти бактерицидные вещества могут начать бороться с этой самой закваской. Понимаете? Поэтому, когда мы хотим сделать кисломолочную группу продуктов, или это будут сыры, то вот это действие бактерицидной фазы нам не нужно. Мы от нее будем избавляться. Но той же самой тепловой обработкой, которая у нас везде присутствует. Дальше. Какие же способы охлаждения молока у нас в настоящее время известны? Их достаточно много в теоретическом формате, но не так много в плане практики. Да? Бывают у нас охладители открытого типа, бывают закрытого типа. Открытого типа я по картинкам чуть дальше показываю, да, оросительные, резервуарные или емкостные охладители мы говорим. Закрытые охладители – это пластинчатые или трубчатые, односекционные, двухсекционные. Здесь, в принципе, не важно даже какой способ охлаждения, важно достичь тех режимов, которые требует стандарт. Ну, емкостные охладители бывают, вот, как мы говорили сейчас раньше, открытые и закрытые. Если закрытый, это, как правило, резервуар, который имеет кожух, да, чтобы сохранять вот этот вот охлаждающий эффект. Часто эти резервуары снабжены рубашкой, куда будет подаваться холодная вода, тем самым достигая вот этот охладительный момент. То есть это может быть холодная вода, ледяная вода. И важно, чтобы резервуар был снабжен мешалкой, потому что если мы хладагент будем подавать в рубашку, то у нас процесс охлаждения будет осуществляться только ближе к поверхности, а центральная часть, средняя часть, да, сырьевая, она не сможет охладиться, поэтому нужно обязательно мешалку, чтобы процесс перемешивания сопровождался с охлаждением. Оросительный охладитель, вот так он выглядит, вид сбоку, вид сверху, то есть внизу имеется вот этот вот приемник, и идет процесс охлаждения. Ну, тут рассолом написано, понятно, рассол уже практически не используется, да, агрессивный компонент. Молоко как бы стекает вот по этой рифленой поверхности и в желоб, и тем самым идет процесс охлаждения, такой контактный вариант. Вот, сразу скажу на примере, я даже не могу вам сказать, на каком предприятии это есть. По-моему, это уже такой вот старый вариант, но если встретите в названиях, знаете, существует. Пластинчатый охладитель – это пакет пластин, который имеет такую рифленую поверхность, чтобы соприкосновение было больше. Они соединяются между собой посредством уплотнительного резинового уплотнения и с помощью нажимной плиты стягиваются. Тем самым получается, что есть у нас небольшие зазоры между этими пластинками. Пространство первых двух пластин будет поддаваться продукт, в следующих охладоноситель. И тем самым у нас идет процесс охлаждения тоже через вот эту поверхность в тонком потоке, высокая степень эффективности, поэтому это оборудование очень широко используется и на предприятиях
молочной промышленности, ну и там же, где и соки тоже делают. Трубчатые охладители. Принцип такой же, что осуществляется через поверхность, то есть трубки, которые соединены между собой в единый змеевик, молоко проходит между, то есть внутри этих трубок, а в межтрубное пространство подается хладоноситель. Сбоку имеются крышки, которые позволяют нам открыть, да, и обслуживать в процессе мойки. Тоже достаточно такое оборудование занимает небольшую площадь, эффективность очистки высокая. Дальше еще у нас существует такая операция, мы про нее уже говорили, это как процесс сепарирования с той целью, чтобы разделить молоко на фракции, потому что сейчас творог делается в основном из обезжиренного молока, нам нужны сливки, чтобы получить такие продукты, как сметана или такой продукт, как масло, поэтому, да, мы вынуждены подвергать молоко какому-либо разделению, и вот это оборудование нам приходит на помощь. Отличие сепаратора сливкоотделителя от молокоочистителя заключается в том, то есть внешне, как мы можем его идентифицировать. Да? В сепараторе молокоочистителя один вход и выход только чистого молока. В сепараторе сливкоотделителя два выхода. Это выход обезжиренного молока и выход сливок. То есть у нас есть камера с напорным диском, да, для тех или иных компонентов. И вот таким образом мы можем внешне определить, какой же это сепаратор. Разделение происходит также под действием центробежной силы. Также молоко проходит через тарелкодержатель. То есть процесс совершенно одинаковый. Но из-за того, что скорость вращения барабана данного сепаратора выше, то происходит процесс разделения не только извлечения механических примесей, которые тоже здесь есть, но еще и разделение молока на компоненты. Обезжиренное молоко – это, вы сами знаете, это тяжелая фракция или легкая фракция. Тяжелая фракция, да, потому что мы знаем, получили молоко, поставили там в ведре или в банке, через какое-то время видим, что верхний слой такой яркий, приятный, красивый, отстаивается, отслаивается, это сливки. Они как более легкая фракция поднимаются. Так и здесь, только мы это движение создаем более активно, и сливки идут к центральной части. Они проходят через тарелкодержатель, проходят через пакет тарелок, идут в камеру с напорным диском для сливок и тем самым выходят. Обезжиренное молоко идет к периферийной части, проходит между разделительной тарелкой и кожухом вот этого барабана и также попадают в камеру с напорным диском для обезжиренного молока и выходит. Здесь можно контролировать и регулировать процесс сепарирования в той части, что мы можем изменить массовую долю жира путем регулировки вот данного оборудования. Поэтому сепараторы, я не знаю, по-моему, каждое предприятие сепаратор, сливкоотделитель имеет в своем арсенале. Есть операция нормализация, и она нам необходима, чтобы получить продукт, соответствующий требованиям стандарта. То есть, когда мы приходим в магазин, мы четко для себя определяем, что хотим купить молоко там жирностью 3,2% или 3,5%, и как бы, понимаем, что мы найдем себе данный продукт. Поэтому предприятие подвергает нормализации исходный состав сырья, чтобы вот достичь тех или иных цифр. Значит, нормализация может происходить разными способами. Она бывает периодическим способом, когда мы в емкость вносим недостающий компонент, понимая, да, там, если мы взяли молоко 2,8, а хотим 3,2, здесь мы будем вносить жировую фракцию, или это будет, допустим, когда в потоке, да, когда в потоке у нас будет происходить отделение ненужного компонента. Это ненужный компонент или сливки, или обезжиренное молоко. Как осуществить нам расчет? Можем прибегнуть к графическим способам расчета. Есть расчет по треугольнику, есть расчет по квадрату Пирсона, когда, и можно по формулам. Чаще всего прибегают к таким графическим методам, потому что формулу пока вспомнишь, пока ее выведешь, это можем ошибиться, а по таким графическим методам процедура такая достаточно быстрая. Значит, далее. Нормализация у нас сепараторы-нормализаторы, или мы говорим сепараторы молокоочистители, правильно сказать, молокоочиститель с нормализующим устройством. Когда в сепаратор подается молоко,
как условно делится на сливки и обезжиренное молоко, и потом смешивается в потоке в требуемом соотношении основная фракция и то, что нам нужно только в части. Но чаще это бывает, что часть сливок идет на нормализацию, а часть сливок отводится из этого оборудования. То есть в потоке мы здесь уже нужно будет, конечно, после завершения этой операции все равно проверить массовую долю жира, да, чтобы она не выходила за пределы стандарта. Ну, такой вот поточный способ при большой мощности, при предприятии это вполне возможно. Операция, ну, говорим мы, не обязательная, но желательная, особенно для жидких компонентов, для жидких видов молока, ну, то есть молоко, допустим, когда мы подвергаем раздроблению жировые шарики. Если смотрим на жировой шарик, это такой шарик, объем от 0,5 до 10 в среднем, ну, достигает до 15 микрометров. И чем крупнее жировой шарик, тем быстрее он всплывает. И получается, что когда вы покупаете молоко в пакетах, и если молоко не подвергалось гомогенизации, то вот представьте, вы переливаете этот пакет, а жир уже отслоился. Весь жир остался в пакете, но не в вашем стакане. Поэтому эта операция, конечно, нужна, потому что, ну, представляете, да, когда переливаете. Раньше, когда молоко приобретали в бутылках, мы как-то это видели, заметно было, да, такой слой, и опять же мы не просто бутылку переворачивали, извлекали, мы сначала ее трясли, чтобы все-таки консистенция была более-менее однородная, равномерная. Вот эта операция нам как бы ручной труд, да, во встряхивании бутылки или пакета уменьшает. Поэтому гомогенизация тоже операция не из дешевых, потому что это происходит под высоким давлением. И для экономии мы можем эту операцию сделать только частично и называя ее раздельной. Когда мы сливки только подвергаем гомогенизации, их по количеству в 10 раз меньше, чем общий объем молока, и получается, что мы энергии затратим в 10 раз меньше, если вот будем подвергать только сливки. Ну, тут, конечно, такие инженерные вам схемы. В чем же заключается, как идет процесс? Если прям простыми словами сказать, не погружая вас в какие-то такие инженерные сложности, гомогенизатор работает по принципу шприца. То есть мы сначала попадаем в камеру, да, наполняем этот шприц, и потом, когда мы толкаем уже этот рычаг, у нас попадает капелька вот в такую зону, как бы жировой шарик, он деформируется, и проходя через клапан и седло клапана, вот идет такое вот движение, эти жировые шарики, они уже, то есть крупный жировой шарик делится на много мелких. Здесь такой момент, что чаще прибегают к двухступенчатой гомогенизации или двухступенчатые гомогенизаторы клапанного типа, чаще мы их видим, связано с тем, что тот белок, белково-лецитиновая оболочка, которая окружает жировой шарик, ее одной недостаточно, чтобы покрыть все мелкие жировые шарики. Поэтому этот белок идет еще и из молока, тот самый казеин, те самые сывороточные белки. И получается, что часть белка идет вот на окружение вот этого жирового шарика. На первой ступени у нас идет процесс раздробления. И если мы остановимся, то через какое-то время увидим, что эти жировые шарики слепились между собой. И это будет тот же самый эффект, как до гомогенизации. Поэтому мы проводим через вторую ступень, и тогда уже наверняка у нас белковая оболочка набирается на этот шарик, и вот он получает уже такую свою жизнь, он уже не будет лепиться к соседним своим собратьям. Да? Дальше. Важная тоже операция, без нее мы не можем. На территории Российской Федерации запрещено реализовать молоко без термической обработки. Пусть она будет минимальной, но она должна нам давать безопасность. А безопасность мы видели, да, от каких компонентов мы все-таки ненужных избавляемся. Значит, тепловая обработка молока – это процесс, который проходит при определенных режимах и определяется тоже вот названием. Знаете, вот пастеризация. К сожалению, это слово часто говорят неправильно, говорят пастерилизация, соединяет два процесса в один. Да? Это не так. Стерилизация – это отдельно, пастеризация – это отдельно. Пастеризация проходит при температуре ниже точки кипения, то есть ниже 100 градусов. Для молока, конечно, точка кипения не 100 градусов, там 100,5, потому что присутствуют сухие вещества. Но пастеризация, мы говорим, что
она позволяет нам уже уничтожить постороннюю микрофлору. Какая-то часть, конечно, останется, но она будет уже не такая активная. Стерилизация же – это тепловая обработка выше 100 градусов, а в нашем случае, в нашей промышленности, это гораздо выше 100 градусов, и к 150 градусам мы тоже приближаемся. А здесь уже уничтожается самый ненужный компонент, тот самый компонент, который при благоприятных условиях начнет свою деятельность. Это называется споровые формы микроорганизмов. Вспоминаем, да, когда я говорила про бактофугирование, в принципе, эффект пастеризации достичь примерно можем, но эффект стерилизации здесь споры не дают нам. Ну, еще сейчас операция, которая стала модной, вернулась она к нам, да, в последние годы в виде термизации. То есть термизация – это температура ниже, чем пастеризация, 65 градусов, в определенное время, около 15 секунд проходит. Цель ее – это или мы, если ее проводим, когда нет возможности переработать сырье сразу, мы можем подвергнуть вот такой вот щадящей термической обработке и как бы дать возможность сырью сохранить свои свойства. Но еще эта же операция у нас сейчас часто протекает на заключительной стадии технологического процесса, когда мы делаем, допустим, кисломолочные напитки и хотим увеличить срок хранения, не думая о его свойствах первоначальных, да, мы проводим эту термизацию и достигаем более длительный срок. То есть что происходит? Те самые, которые нам рекламные дают, да, живые йогуртовые культуры со сроком хранения продукта около месяца, о какой жизни можем говорить. Да? За месяц что у нас происходит даже в холодильнике с нашими продуктами? Понимаем, что активность, да, разных форм увеличивается. И ну, интересно становится, когда покупаешь продукт и всегда одинаковый вкус. Ну, стоит задуматься, да, что, скорее всего, провели термизацию, уничтожили те самые полезные микроорганизмы, сохранили те самые для нас привычные вкусовые свойства, которые мы хотим видеть, такие, ну, не сильно кислые. Ну, понимаем, да, я говорю, конечно, здесь больше с точки зрения потребителя, если мы смотрим с точки зрения производителей, конечно, наша задача еще и сохранить эти свойства, как можно, то есть сохранить продукт. Так, какие же виды пастеризации бывают? Пастеризация, 3 вида оборудования, вот, которые здесь представлены у нас на картинке, соответственно, у них у каждого разный режим тепловой обработки. Самый такой щадящий – это длительная пастеризация, 60, 63, ну, 65, 67 здесь допустимо, выдержка 30 минут, когда мы применяем ванну длительной пастеризации, и в течение 30 минут мы можем достичь вот тот самый эффект. Есть, конечно, отрицательные моменты в данном виде, производительность невысокая, да, около тонны данное емкостное оборудование. Принцип такой же, как мы вот говорили в охладителях, здесь тоже должна быть рубашка, чтобы теплоноситель можно было подать и осуществить нагрев. Обязательно должна быть мешалка. Недостатком, кроме того, что процесс длительный, еще является то, что термоустойчивая микрофлора при данных режимах может сохраниться, что если это для большого предприятия совершенно не вариант, да, такое оборудование применять, но если это маленькое предприятие, то почему нет, можем немножко подкорректировать режим, увеличить режим тепловой обработки, чуть-чуть повыше поставить и тем самым обезопасить себя от сохранения вот этих термофильных, термоустойчивых микроорганизмов. Второй вариант – кратковременная пастеризация, она проводится для молока питьевого пастеризованного. Здесь тоже вот режим, мы говорим, такой стандартный, который, как все учебники пишут, да, 74-78 с выдержкой 15-20 секунд. Но сразу вам говорю, и вы, наверное, сами знаете, и сами делаете, что такой режим чаще всего не применяют, стараются взять повыше, ну, чтобы потом не было у нас вот этого гуляния по этой установке, да, когда возвращается молоко недопастеризованное, опять в бак-балансер. Ну, и мы себя обезопасиваем чаще всего, да, и ставим режим температуры ближе к 90 градусов. В принципе, тоже не такой момент допустимый. Еще есть моментальная пастеризация, температура 85-87 или 95-98, это без выдержки проходит. На трубчатом пастеризаторе конструкция совершенно такая же, как трубчатый охладитель, мы его чуть выше видели в таком другом ракурсе. Это чаще применяется моментальная пастеризация для консервов. Сгущенное молоко или это будет сухое молоко,
То есть там, где не нужно в дальнейшем сырье охлаждать. Вот тогда это и применяется, тогда это эффективно. Потому что если мы говорим о кратковременной пастеризации, то это такая установка, которая содержит в себе секцию и тепловой обработки, и секцию охлаждения. И там еще есть внутри такая полезная для нас секция, называется рекуперации, которая экономит нам до 80% тепла и холода, потому что это такой вот перекрестный нагрев и охлаждение самим молоком. То есть входящий, выходящий. Мы чуть увидим еще эту установку немножко в другом виде. Далее. Есть у нас вид тепловой обработки как стерилизация. Их очень много видов. Я прям бегом скажу, да, что бывает одноступенчатая, двухступенчатая. То есть одноступенчатая, когда мы стерилизацию проводим в один заход, двухступенчатая, когда мы ее дважды проводим. Чаще это бывает сначала в потоке, как сырье, и уже потом в упаковке. И самый, наверное, сейчас применимый и экономически себя обосновывает, это одноступенчатая стерилизация с асептическим розливом, когда у нас сразу происходит процесс стерилизации сырья, и далее идет фасование уже в асептических условиях, в стерильных условиях. Этот, конечно, эффект менее затратный, потому что двухступенчатая стерилизация, представьте, это мы сначала высокотемпературную обработку проводим сырья, а потом еще нужно расфасовать, и потом еще второй раз это все сделать. Конечно, экономически невыгодно, но кое-где все равно применяется, там, в частности, для детского питания. Если мы обращаемся к оборудованию, которое же можем использовать для стерилизации, его очень много. Если это в таре, вот как мы говорили, там первый пункт был, да, периодического действия, полунепрерывного, непрерывного, картинки на следующем слайде посмотрим. И в потоке, что мы чаще используем, пластинчатые, трубчатые, это такие же, по сути, конструктивно, как пластинчатый охладитель, пластинчатый пастеризатор, трубчатые также. Но еще есть пароконтактный способ стерилизации, по ним пока нигде не говорили, когда идет или пар в молоко подается, или молоко подается в пар. То есть такой вот инжекции происходит. Есть такой момент, ну, представьте, когда пар в молоко или молоко в пар, что происходит с этим паром? Он начинает конденсироваться. То есть таким образом мы делаем, скажем так, фальсификацию молока, разбавляем его водой. Чтобы этого не было, в конструкцию этого оборудования ставят еще вакуум-установку. Ну, представляете, это вакуум, опять дорогостоящее оборудование, чтобы вот эту лишнюю влагу сконденсированную ее выпарить. Поэтому, да, конечно, здесь процесс происходит быстро. Достоинства есть определенные с точки зрения именно изменения состава молока. Поскольку это идет мгновенный процесс, быстрое, прям буквально за 2-3 секунды у нас нагрев молока происходит. А состав молока, свойства молока практически не изменяются. Вот это такой щадящий с точки зрения состава, но не щадящий с точки зрения кошелька, да, данный способ. Поэтому вот про них как бы мы тоже знаем для себя. Если кому-то что-то интересно станет, можем чуть подробнее остановиться. Значит, периодический способ стерилизации. Можем использовать автоклав, хоть он будет бытовой, хоть такой, но если промышленный вариант, это емкость, куда мы подаем уже в ящиках, если это в бутылках, несколько, по 5 штук, по 4-5 штук в высоту ставим, и вот таким образом загружаем этот автоклав, условно его назовем так, и уже с помощью пара осуществляем нагрев, ну и потом постепенное охлаждение. Если полунепрерывный стерилизатор, это такой туннель, длина его 11 метров, высота 2 метра, ширина 1 метр. И ну, также условно делится на секции. Когда мы ящики с тележками, неправильно говорю, ящики устанавливаем на тележке, впереди тележки имеется такой вертикальный щит, и когда мы ящики вот эти перемещаем по рельсам, у нас происходит постепенное перемещение. И сначала у нас идет секция подогрева, секция стерилизации, секция постепенного охлаждения. Резко охлаждать нельзя, понимаете, это может произойти такой термоудар, и мы можем эти бутылки наши потерять. Ну и непрерывный способ, идеальный вариант, когда башня проходит, условно делится на такие 3 секции, проходит змеевик, или, как говорим, транспортер с ячейками, с гнездами для бутылочек, и они вот таким образом перемещаются по этому башенному гидростатическому стерилизатору, и осуществляется вот также постепенный нагрев, стерилизация и охлаждение.
Ну, вот такой вот экскурс, да, в основные операции, такая прям погружение вам теоретическое. Дальше уже сможем рассмотреть, наверное, маленький перерывчик сделаем, да, рассмотреть уже сами процессы, сами технологические моменты. И думаю, что вот так вот. У нас есть вопросы? Нет? Я посмотрела. Мгм, мгм. Ну, да, да, тоже правильно. Да, мы опять же, я больше здесь остановилась на охладителях, которые идут для предприятий по переработке. Знаете, если так обратиться вообще к существующим способам охлаждения, он любой хорош. Если он не лезет сильно в карман, да, мы можем, если у нас есть там ручей какой-то, мы можем это даже фляги опускать в этот ручей. Пожалуйста, мы здесь ничего не нарушаем. Наша задача достичь режима, достичь температуры. Ну, конечно. Сейчас весь Бишгуляк закивал головой, все в ручьях там. Да прекрасно, да замечательно. Если нам природа в помощи, и территориально это тоже, конечно, я просто действительно говорю то, что как бы такое вот, как оборудование, которое чаще применяется на предприятиях. А так я с вами согласна, и, пожалуйста, холодная вода, ручей, что там еще, может быть, сами какой-то вариант придумывайте. Все можно. Если это нам сохраняет, то вот наша задача здесь достичь режима как можно быстрее. Проточные, да, это будет быстро, но если вы во флягах ставите в какой-то другой охладитель, вполне замечательно, можно, правильно. Так, все, да, пока вопросов больше нет. Но я Там думаю, по нормам так, естественной убыли. не вижу пока. Где? Выше. Выше, да? Сейчас ищу. Так, это вижу. Да, да. Нормы убыли сыра, это знаете что? Сейчас я вам точно скажу. Это мы используем приказ по расчету. Я вам цифру сейчас, конечно, к сожалению, не назову. Нормы, там не только нормы убыли будут. Давайте мы с вами контактами потом мой запишите. Я у себя покопаюсь и вам прям его, может быть, даже найду и перекину. Потому что это, да, вопрос такой важный, нужный, нужно его знать и понимать, да. Хорошо. Давайте мы тогда сколько минут? 10 минут вполне достаточно будет? Передохнуть, Думаю, размяться, и потом включимся, уже перейдем к стадии в технологии. 11:31 возвращаемся. Отлично. Давайте. Да.
Так, продолжаем. Ну, давайте мы включились. Продолжим уже непосредственно по технологическим аспектам производства. Начнем с питьевого молока, как это у нас заведено, да, самый такой продукт ходовой. Без него мы не можем. Это продукт ежедневного потребления, поэтому мы, наверное, с него и начнем. Обращаясь к стандарту, как я вам уже и выше говорила, что каждый продукт должен вырабатываться в соответствии с требованиями действующего стандарта. Вот согласно нашего стандарта, молоко питьевое пастеризованное – это молоко с массовой долей жира менее 10%. Был период предыдущий, даже не предыдущий, еще более ранний стандарт, так отметаем два стандарта, то там было у нас молоко, максимальная массовая доля жира была 6%. То есть сейчас у нас, видите, менее 10, то есть 10% или там 9,9, это будет все еще называться молоко. Где термическая тепловая обработка, это должна быть пастеризация, раз молоко пастеризованное, без добавления сухих молочных продуктов и воды. Ну и распасованный потребительскую тару, опять же, предыдущий еще ранее стандарт допускал нам, да, реализацию молока в транспортной таре. Сейчас это запрещено, сейчас у нас реализация идет только в потребительской таре. Виды потребительской тары сейчас очень многочисленные, объем у них может быть и от 0,1, я не касаюсь сейчас молока питьевого, от 100 мл можно, пожалуйста, увидеть и 5-литровые канистры, да, поэтому здесь уже на потребителя будем ориентироваться. Если обращаемся к классификации данного продукта, можно вырабатывать из цельного молока. Это тот случай, когда мы или на упаковке заявляем диапазон массовой доли жира, да, или говорим, как сейчас мы видим, отборное молоко от стальки-то до стальки-то, если вы не подвергали это молоко нормализации. Если молоко нормализованное, то есть мы хотим выработать продукт с конкретным содержанием, там 3,5 или там 2,5%, мы должны обеспечить вот эту массовую долю жира заявленной не менее вот этой цифры, то есть не менее 2,5, не менее 3,5. Больше можно, но меньше нельзя. Можно, но для предприятия это будет невыгодно, поскольку мы как бы так вот выбрасываем то, за что платим изначально. И можно вырабатывать продукт из обезжиренного молока, то есть то, что подвергаем сепарированию, то есть то, что остается после сепарирования. Далее, питьевое молоко может быть пастеризованным, топленым, стерилизованным и ультрапастеризованным. Очень часто непонятно становится, чем же отличается стерилизация от ультрапастеризации. Мы с вами виды стерилизации сейчас чуть-чуть повыше говорили. Вот, в принципе, один из видов стерилизации, который проходит в потоке, там тоже были представлены у нас пластинчатые или трубчатые установки. Вот ультрапастеризация проходит при высоких режимах, то есть это температура 135-142 градуса, когда мы за 2-3 секунды можем достичь высоких режимов. И тем самым воздействие на молоко тоже происходит мгновенно, именно высокими режимами. Чем лучше ультрапастеризация от стерилизации в плане именно состава молока, в плане изменения его свойств? Ну, смотрите, молоко стерилизованное. Стерилизация, если такой вот стандартный режим возьмем, 115-118 градусов и длится до 20 минут. Вы представьте, за 20 минут что же будет с составом молока при высоких режимах. Естественно, мы даже это визуально с вами наблюдаем, если действительно берем молоко стерилизованное. Я не про ультрапастеризованное сейчас. Это молоко, как правило, имеет такой легкий бурый цвет, такой кремовый цвет. Это связано с тем, что высокий режим воздействует, да, у вас высокий температурный режим, идет уже реакция взаимодействия белка с молочным сахаром. Иначе мы говорим, происходит такая карамелизация. Все вы это видели, наше детство. Вспомните, мы брали молоко, брали сахар, да, и пытались, или даже воду просто брали, пытались сделать себе петушки те самые, да, это как раз вот этот вот процесс при высоких режимах, чтобы происходило изменение. То есть вот эта карамелизация у нас уже начинает происходить в молоке. Конечно, если она будет активная, продукт будет иметь уже более яркие такие изменения. Поэтому стерилизация не щадящая для молока, а вот ультрапастеризация, она все-таки для состава более эффективна. Пропустила практически топленый продукт.
Топление – это тоже такая операция, которая намеренно, мы технологически воздействуем на состав молока, чтобы изменить его даже внешние признаки. Вкусовые тоже моменты меняются. Вы топленое молоко закрытыми глазами, наверное, сможете отличить от пастеризованного, потому что такая специфическая ноточка во вкусе появляется. Опять же, это же связано с тем, что вот эти меланоидиновые соединения, белок плюс молочный сахар, плюс высокий длительный режим, вот уже говорит о себе. Топление происходит при температуре 95-99 градусов и длится до 3 часов. Знаем сейчас, как производят топленое молоко. Мы понимаем, что это процесс не дешевый, он затратный по времени, затратный по энергии. А топленого молока на прилавках мы сейчас видим очень много. Конечно, технологи тоже не стоят на месте, не хотят платить много, да? Красители и ароматизаторы нам приходят на помощь. Я, конечно, не учу вас сейчас, как это делать, но тоже понимаете, если этот продукт дешевый, если он иногда даже слишком перекрашенный бывает, понимаете, что вы не всегда берете продукт именно вот натуральный, топленый. Дальше. У нас имеется стандарт в настоящее время, действующий стандарт на молоко питьевое. Уже имеются определенные поправки, это 2013 года, молоко питьевое, технические условия. Прям я даже не стала там перенабирать эти таблички, отсканировала этот кусочек, да. Вот они, наши органолептические показатели молока. Мы с вами их уже рассматривали в части сырья, к ним уже обращались, да, органолептика, то, что мы определяем с помощью органов чувств. Но здесь, посмотрите, появился еще один показатель, такой как внешний вид. Для молока это непрозрачная жидкость. Если это топленое молоко, это будет уже более, ну, такая масса, чуть-чуть более вязкая, потому что, представьте, за 3 часа у нас в топленом молоке не только изменяется состав и вкус, но и даже происходит такое легкое выпаривание. То есть этот продукт становится с большим содержанием сухих веществ, потому что часть влаги уже испаряется. Такое подсгущение происходит. Поэтому можете посмотреть, обратиться, я зачитывать не буду, не вижу смысла. Дальше. Есть еще группа показателей, мы их тоже рассматривали, это физико-химические показатели на молоко питьевое. И вот посмотрите, если мы говорим здесь, вот, когда мы обращались к стандарту, и мы видели массовые доли жира, у нас стояло не менее, да, 2,8, и белка тоже было не менее 2,8. А когда уже берем стандарт на молоко питьевое, мы видим, что массовая доля белка уже не менее 3%. Что это значит? То есть, если мы возьмем 2,8 молоко, да, содержание, то есть наша с вами задача или увеличить каким-то образом, или все-таки взять молоко более белковое. Поэтому, ну, надо нам стремиться с вами, как производителям, в том числе, да, увеличивать содержание этого компонента. Дальше то же самое, что вот мы с вами говорили, кислотность молока, когда состав молока разбирали, посмотрите, если молоко менее жирное, кислотность выше, а более жирное молоко, вот последняя колонка, 20 градусов Тернера, ниже, это опять то самое, мы же здесь не говорим о том, что молоко менее чистое, да, из-за того, что тут бактерии присутствуют, а это связано с тем самым белком, которого больше в молоке обезжиренном, нежели чем в жирном, да, и, соответственно, аминокислоты, присутствующие там, вот они и дают нам вот этот дополнительный градус Тернера. То есть аминокислоты, присутствующие в белке, увеличивают кислотность молока. И это не порог, это факт. С этим надо просто смириться и знать об этом. Так, плотность молока. То же самое, посмотрите, чем ниже жирность молока, тем плотность выше, потому что жир, он как бы облегчает, скажем так, молоко, потому что это жировая фракция, и она отстаивается. Вот, значит, это физико-химические показатели, медико-биологические показатели я сюда не выставила, но они абсолютно такая же таблица, как и были на молоко сырое. То есть там те же самые афлатоксины, пестициды и так далее, они, те же параметры контролируются. Опять же говорю, эта процедура не дешевая и не быстрая, поэтому показатели эти не проверяются ежедневно. Теперь давайте мы обратимся к схеме производства. Какие же операции собираются? Мы с вами практически все эти операции уже отдельно рассмотрели, и в какой последовательности мы их должны собрать, да, чтобы вот получить ту самую схему производства. Значит, приемка молока цельного. Мы про нее сказали больше в части требований к сырью. Какими требованиями должны обладать
и что мы с вами должны сделать, чтобы сохранить это молоко. Но приемка заключается еще и в том, что мы должны оформить ряд документов. Потому что когда идет транспортировка молока с хозяйства, она должна сопровождаться какими-либо документами, где мы четко должны понимать, что предприятие, которое нам реализует это сырье, оно тоже несет ответственность, не то, что там отписали и ладно. И эти данные, как правило, перепроверяются. То есть что получается? Если есть возможность, да, в хозяйстве оценить состав молока, конечно, это замечательно. Вы себя тем самым обезопасите, да, что с вами не будут потом бодаться те самые производители, куда вы будете это молоко сдавать. И вам уже есть чем апеллировать, да, доказательную базу представить, что у вас действительно был жир там 3,5, а не 3,2, который вам навязывают на предприятии. Существуют очень часто эти спорные моменты возникают. Как вам себя в данном случае вести? Вы представляете сырье, да, оформляете это документацией, товаротранспортная накладная, где вы прописываете вот эти, ну, желательно максимально ГОСТовские показатели, да, идет процесс транспортировки. И опять же, чтобы не возникало моментов дальше на приемке, мы должны правильно упаковать, скажем так, это молоко, да. У нас, если это цистерны, если это фляги, обязательно должно быть уплотнительное соединение. Мы желательно, ну, наверное, даже неправильно сказала, обязательно сделать пломбировку, чтобы как бы обезопасить себя от вот всяких моментов. Был период, когда это было не обязательно, сейчас это на наше счастье обязательно. Как осуществляется приемка? Вот пришла цистерна или там на завод, если цистерна грязная, мы должны ее, как предприятие, должно помыть, потому что это источник посторонней микрофлоры, да, при открытии. Мы обращаем внимание на внешний вид этой цистерны, обращаем внимание на наличие и целостность пломб, смотрим на наличие резинового уплотнительного кольца и потом открываем вот эту цистерну. Смотрим. Если она полная, как правило, жир уже начинает, ну, если это время проходит, отбиваться. И любимый вопрос мой, а что вы будете делать с этим жиром? Вы можете там увидеть и грязь, ведь в том числе, да, на этом жире. Нужно это все счистить и выбросить или все-таки эту массу соединить? Всегда споры, конечно, соединить, потому что тот жир, который вы указали в своих документах, он присутствует, в том числе и на этой крышке. Поэтому все счищаете лопаточкой, ну не вы конкретно, это уже на приемке делается. Счищаете, тщательно перемешиваете мутовкой. Мутовка – это такая трубочка, где там внизу диск, тщательно перемешивают и дальше уже отбирают пробу. Но при этом при открытии вы уже должны были обратить внимание на цвет и на запах, да, то, что мы можем сделать вот прямо в свои первые минутки встречи с нашим молоком. Затем проводится уже анализ качества этого сырья по физико-химическим, по органолептическим показателям, да, определяется массовая доля жира. Это используется кислотный метод Гербера, да, когда мы и соляную кислоту, и изомиловый спирт, то есть, естественно, это отдельная лаборатория, поскольку работа с кислотами требует тоже обязательных вещей, да, это лаборатория, она обязательно должна покрытие плиткой, полы должны быть соответствующие, оформить линолеум вы туда не бросите, вытяжка, потому что это кислоты. Очень много требований к этой лаборатории, но если мы хотим себя обезопасить, она, конечно, нам помогает. Далее, также на предприятии идет заполнение журнала всех тех показателей, которые проверяют, и сравнение с теми данными, которые вы представили. Бывают моменты, что что-то у нас не совпадает. В этом случае мы можем, и не то что можем, мы обязаны законсервировать это молоко, эту партию, чтобы потом в вашем присутствии уже провести вот эти разбирательные мероприятия, потому что здесь, как правило, идет вопрос о стоимости. Да? Если выше жир, выше жир вам, скорее всего, не скажут, а вот что его ниже, вам обязательно скажут, потому что цены надо сбивать. Дальше, вот такая вот она приемка. Далее идет уже прием молока и определение его массы, да, фильтрация чаще всего проводится тоже на данной стадии. Охлаждение на предприятиях это или пластинчатые, или трубчатые охладители проточно, и уже закачивается в резервуары для хранения, это или молокохранильное отделение, если это крупное предприятие, ну или это просто может быть резервуар на приемке.
Температура ну, не выше 10 для приемки, поэтому вот мы тут такой диапазон чуть повыше даем. Далее, нормализация идет по массовой доле жира. Это если мы делаем процесс нормализации, да, если мы хотим со стандартным каким-то конкретным значением получить продукт. Но сухие вещества не очень желательно, но все же мы можем добавить сухое цельное или сухое обезжиренное молоко, чтобы увеличить содержание белка. Далее проходит очистка, это та самая центробежная очистка на сепараторе молокоочистителя. Предварительно молоко нагревается, чтобы эффективность очистки была выше. То есть отделение механических примесей происходило максимально лучше. Далее процесс гомогенизации, или мы говорим раздробление жировых шариков, проходит, мы этот процесс с вами уже тоже хорошо рассмотрели, да, на гомогенизаторе клапанного типа двухступенчатом. Давление 15, в среднем написали, а так у нас 12,5 на одном и чуть ниже на другом. Дальше идет пастеризация. Опять же, я указываю такой режим, как бы минимально, что должны мы соблюсти, это 76 плюс-минус 2. Но опять же, если вы поставите 90, ничего страшного не будет. Это, наверное, даже будет с точки зрения того, что мы максимально уничтожим постороннюю микрофлору, надежности выше. Далее проходит процесс охлаждения. Охлаждение проходит, как правило, в той же пастеризационно-охладительной установке за счет холодной воды и за счет ледяной воды до конечных режимов. Далее вы выбираете себе упаковку, тару, да, идет расфасовка, маркировка, как правило, это идет уже на самой таре, да, то есть красочное в настоящее время у нас получается. Ну и хранение, транспортировка. Если же мы разложим саму вот эту пастеризационно-охладительную установку, которую я вам говорила, да, что в ней есть такие операции, как в виде рекуперации, средняя часть вот этой установки, то, по сути, чтобы нам запустить линию производства молока питьевого пастеризованного, мы можем приобрести вот эту вот пластинчатую пастеризационно-охладительную установку для молока, в комплект, в который сразу, чаще всего, или вы можете это закомплектовать, входит сепаратор молокоочиститель или сепаратор-нормализатор можно сюда поставить. Да и сепаратор-сливкоотделитель тоже в эту же установку можно поставить. Гомогенизатор, ну, бак-балансер для того, чтобы... И плюс этой установки, что если мы по каким-то причинам там не сможем набрать режим, то есть не поддерживается температура, то у нас есть здесь возвратный клапан, который возвращает недопастеризованное молоко в бак-балансер. И вот таким образом вот эта вот автоматизация нам дает какую-то гарантию, что непастеризованное молоко не окажется у нас в упаковке. Что еще нам здесь нужно будет? Резервуар, чтобы готовый продукт уже заполнить. Без этого оборудования мы не можем, потому что разные моменты бывают, что перед фасовкой или фасовочный автомат вышел из строя, у вас установка должна куда-то это молоко перемещать. Поэтому вот эту промежуточную емкость, или мы говорим емкость для готового продукта, мы используем. С точки зрения контроля процесса производства, это тоже нужно, как бы, давайте вернусь поэтому к предыдущей схеме. Как же у нас осуществляется контроль производства? Контроль ведется практически на всех стадиях технологического процесса. Контроль при приемке мы уже с вами подробно рассмотрели. Такой же тщательный контроль абсолютно по всем показателям, которые прописаны в стандарте, стандарт мы тоже выписку видели, он осуществляется на конечной стадии. Это готовый продукт мы берем или единицу упаковки. Как правило, это отбор идет нескольких единиц упаковки и рассчитывается в зависимости от объема партий. То есть там около 1% мы выборочно берем. Дальше. Процесс охлаждения – это тоже контроль. Здесь важно проконтролировать температуру воды, которая поступает в эту установку, температуру молока, который выходит с этой установки, чтобы четко понимать, что мы не нарушаем. Дальше идет процесс пастеризации, параллельно совмещенный с очисткой. Температуру очистки мы тоже знаем. Проходит молоко через секцию рекуперации. Это когда молоко выходящее, пастеризованное, нагреет нам это входящее холодное молоко. Вот экономия какая. Молоко нагревает само себя, да, выходящее, входящее. Идет процесс очистки, опять идет контроль. Потому что эффективность очистки тоже нам нужно знать, чтобы вот это механические примеси. Если мы даже понимаем, что молоко изначально было
повышенной механической загрязненности, то мы просто этот процесс так вот замедляем, чтобы действие центробежной силы в сепараторе было более длительное время, эффект мы достигли. Процесс гомогенизации мы также контролируем температуру, контролируем давление, мы контролируем эффективность гомогенизации. Процесс пастеризации тоже важнейший момент. На предприятии идет контроль также и температура теплоносителей, температура молока самого, и время выдержки, и эффективность очистки по наличию фосфатазы. Фосфатаза – это фермент, который может сохраниться, если мы молоко не допастеризовали или не выдержали нужное время. То есть вот такой химический анализ наличия фосфатазы дает нам вот возможность оценить эту эффективность. Поэтому вот посмотрите, на каждой стадии технологического процесса, да, везде идет полный контроль. Это мы говорим только по физико-химическим показателям. А у нас ведь есть еще и микробиологический контроль, когда мы контролируем по бактерии группы кишечной палочки, КМАФАМ, как мы говорили, да, это тоже осуществляется и на приемке, и на конечной стадии, то есть в готовом продукте. Мы должны иметь гарантию. Ну и здесь вот если вы увидите небольшое разветвление, что молоко топленое, этот процесс такой увеличивается, да, чтобы нагреть нам, раз у нас теплообменная установка дает нагрев до температуры 76-78 градусов, то для топления мы говорили 92-95 градусов. Этот режим мы доводим трубчатым пастеризатором. На трубчатом пастеризаторе нагреваем также за счет горячей воды и выдерживаем в емкости, или это может быть ванна длительной пастеризации, выдерживаем необходимые свои там 2-3 часа. Вот. И далее уже процесс охлаждения можно прибегнуть в этой же емкости, мы можем охладить, можем дополнительно поставить отдельный охладитель. Вот такой вот процесс, это вот наше молоко питьевое пастеризованное. Основное вам здесь сказала, но опять же, такой момент, который мы сталкивались не раз, когда посещали предприятия, когда подбирают оборудование, вот то, что нам необходимо в линию, не всегда подбирают по необходимой мощности. То есть как бы что есть в наличии, что вам предложили, то вы и купили. И бывает так, что какое-то оборудование работает высокопроизводительное, быстро, да, а следующее оборудование не справляется, оно какие-то вот такие узкие места на линии возникают. Поэтому, когда вы для себя определяете, если кто еще производство не наладил, в процессе только находится, да, и кто там будет заявляться на гранты, я думаю, здесь вот нужно заранее вот это просчитать. Линия должна быть максимально сопряжена по производительности. То есть если вы берете пятитонник, да, вот пастеризационно-охладительную установку, то, соответственно, и сепаратор должен быть по соответствующей производительности, и гомогенизатор тоже соответствующей производительности, потому что это возникает узкое место, и вы вынуждены будете это молоко, которое не способно еще попасть в следующее оборудование, это будет опять дополнительные емкости, вы будете его туда закачивать, опять действие дополнительный насос. Вы даже посмотрите вот по действиям насоса, сколько здесь насосов уже, да, на этом, только на этой схеме. Это так и есть на предприятии. Здесь еще приемка не ярко выражена. И еще бывает, что на фасовку идет уже конечный продукт тоже. Если вы закачали в емкость и сразу на фасовку не отправили, опять нам нужно насос включить. Это все нехорошо действует на состав. Чем больше механического воздействия на состав молока, я вам объясню, что происходит с молоком и как это влияет на процесс хранения. Что получается? Что такое механическое воздействие? И что такое работа насоса? Насос – это центробежный насос. Это опять такое высокоскоростное вращение, да, то есть мы создаем такое вот движение, чтобы молоко с одной емкости как бы взять и перекочевать его в другое оборудование. Когда у нас молоко проходит через данный вид оборудования, да и вообще любое механическое воздействие, это перемешивание, это тоже работа вот этих пастеризационно-охладительных установок, это идет воздействие на те самые жировые шарики. Мы с вами про них говорили, что крупный жировой шарик нам нежелателен для молока. Нам надо несколько мелких жировых шариков. Я вам тоже говорила, что вот эта оболочка крупного жирового шарика, ее недостаточно на несколько мелких. И мы набираем эту оболочку из белков молока.
но она настолько, это же как все искусственное, оно когда-то, да, под действием каких-либо воздействий нарушается. Поэтому, когда мы будем гонять это молоко через эти, вот, подвергать механическому воздействию, эта оболочка становится уязвимой, она может нарушаться. И тоже вам пример каждому вот сейчас скажу. Все молоко кипятили. Мы говорим молоко белое, да, цвета белое, с легким кремовым там оттенком, слегка желтоватое, хотя знаем, что молоко, да, такое, а вот масло, оно ярко-желтое, достаточно такое прям насыщенного цвета. Не совсем понятно, да, вроде бы из молока сделано, но тут вот откуда этот цвет взялся. И каждый из вас молоко кипятил. И каждый из вас видел, как появляются на поверхности такие ярко-желтые красивые капли. Что это такое? Это тот самый жир, который лишился белковой оболочки. То есть, посмотрите, вот этот сам жир, он такой яркий. Но поскольку он окружен в белок, а белок он белый, даже по звучанию видите, да, не просто так слово белый белок, он вот закрыт, этот яркий жир закрыт этой белковой оболочкой. Если она нарушилась, вот он, этот жир всплыл, он такой яркий, красивый. Да, красиво, но и не очень хорошо с точки зрения хранения, потому что белок, который отошел, и жир свободный, он очень подвержен порче. И этот вкус порчи вы тоже каждый знаете. Масло, если вы оставите на поверхности, да, не убрали в холодильник, вы увидите такой яркий желтый слой, такой слегка прозрачный. И на вкус он совершенно невкусный и не полезный, потому что это тоже канцерогенные вещества. Это свободный жир, который уже подвергается такому процессу порчи, ну, липолиз называется. Поэтому поняли, о чем я говорю, да? Вот этот свободный жир в продукте, это тоже не есть хорошо с точки зрения сроков хранения. Поэтому надо как-то нам щадяще обращаться вот с самим сырьем, чтобы уже потом срок хранения. Ну, конечно, мы гарантируем определенный срок хранения, и всегда эти гарантии бывают чуть выше, да, нежели чем мы указываем на упаковке. То есть это любая... Когда мы устанавливаем срок годности на новый продукт, я вот просто с точки зрения исследований, когда мы делаем, если мы в течение 7 дней, допустим, сохранили качество, мы не можем, а на 8-й день у нас происходит порча, мы не можем говорить, что у нас 7 дней будет, мы говорим 5 дней, потому что двое суток мы создаем вот такой вот резерв. Но это вот по молоку питьевому, по стерилизованному не буду отдельно останавливаться, потому что, ну, это... действительно затратно. Если какие-то моменты нужны будут, мы можем с вами как-то это обсудить уже индивидуально. За такой короткий период времени я вам 4-летнюю программу дать, к сожалению, не могу, как бы быстро не говорила. Значит, технологические аспекты производства кисломолочных продуктов. Уникальный продукт, и мы, наверное, его должны в первую очередь рассмотреть именно с точки зрения его полезности. Давайте с этого начнем и обязательно перейдем к технологическим моментам. Факт, это никто не спорит, что усваиваются кисломолочные напитки лучше, нежели чем молоко. С чем это связано? С тем, что у нас есть определенные операции, которые мы называем заквашивание и сквашивание, когда мы с помощью полезной микрофлоры воздействуем на белок, и этот белок приобретает новую для себя форму, он становится более доступным нам для нашего организма. Ну, как я студентам вот это все время рассказываю, и такой перезагруз получается, они говорят, это что ж получается, молоко мы немножко так уже перевариваем на стадии производства, ну, грубо звучит, ну, наверное, это так, да, немножко мы его подвергаем таким, упрощаем, да, себе процесс переваривания, поэтому усвояемость действительно выше, поскольку белок у нас переходит тоже в том числе в другую форму, более доступную. Вот как раз я об этом и говорю, здесь весь механизм, какие все ферменты участвуют в этом процессе, да, как это все работает. У нас белок, то, что расщепляется на более простые вещества, у нас появляются некоторые компоненты, которые мы в молоке уже не видим. Про непереносимость лактозы мы говорили про молоко, кисломолочные напитки, содержание лактозы снижается из-за того, что процесс расщепления уже происходит. То есть когда у нас идет вот это вот
сквашивания молока в этом процессе еще и задействована лактоза. Она становится более простой, лактоза расщепляется. Лактоза – это сложный сахар, это дисахарид, двойной. Он расщепляется на два простых элемента – это глюкоза и галактоза. Ну, любая глюкоза, вы знаете, витаминки мы любим, да, быстро попадает в наш организм, быстро принимается, легко принимается. Поэтому то же самое и здесь. Сложный сахар подвергается такому расщеплению, скажем так, да, на простые сахара и становится более доступным для нашего организма. Дальше, диетические свойства связаны с тем, что процесс сквашивания сопровождается образованием молочной кислоты, а если мы говорим, что процесс, допустим, комбинированное сквашивание, когда у нас и сквашивание за счет микроорганизмов, и еще за счет возникновения образования спирта, да, это спиртовое брожение, за счет дрожжей возникает, это тоже как бы так благоприятно влияет на процесс выделения даже наших ферментов, выделения слюны в нашем ротовой полости. Ну, вы сами знаете, сказали лимон, кисло, уже процесс идет, да, то же самое, если вы знаете кефир, если вы его вкус уже почувствовали, что он кислый, этот процесс тоже будет уже начинаться. Это на такой начальной стадии нашего пищеварения. Витаминов в молоке много, но в кисломолочных напитках витаминов еще больше, потому что некоторые микроорганизмы и синтезируют витамины, то есть увеличивают их содержание. Антибиотики звучит грубо, страшно, но на самом деле не все так плохо. Это антибиотики, природные антибиотики, то есть это, по сути, те самые бактерицидные элементы, которые вот теперь уже микробы полезные начинают их выделять. То есть прям сплошная аптека, да, у нас молочные и кисломолочные продукты. Но тоже вам секрет скажу, чтобы увеличить сроки хранения продуктов, научилась промышленность выделять эти антибиотики из кисломолочных продуктов. И мы, когда их внесем для того, чтобы увеличить срок хранения, да, мы их не обнаружим в анализах, потому что это природный компонент молока. Это существует. Есть у нас антибиотик низин называется, его и в сырах можно применить, и в сгущенных продуктах. То есть работает. Ну, возбуждает аппетит, мы сейчас говорили про ту кислоту, которая у нас возникает. Работа дыхательных сосудов, двигательных центров, это связано с тем, что вот те самые спиртовые для кефира или там для кумыса, да, характерно больше. Центральная нервная система – это опять наличие спирта на нервную систему. Знаем, как работает. Но мы не говорим сейчас про какие-то такие дозы. Здесь все очень умеренно, но бывает достаточно, чтобы как-то нам так вот. Так, дальше. Это мы с вами сказали. Кто же у нас... Так, даже немножко я перешла. Так, кто же у нас создавал, да, направление, и это, чуть я вам уже не сказала, пробиотики, да, пробиотики, пребиотики, это наша, по сути, российская разработка, это вот посмотрите, какой институт, да, занимался этим под руководством Гончарова. Это такой продукт двойной направленности. Бифидобактерии нам нужны для того, чтобы засеять микрофлору, и я бы, наверное, рассмотрела эту линию как функциональное питание, потому что сейчас много об этом говорят, очень модно, что функциональные составляющие мы можем достичь вот путем внесения вот этих вот бифидобактерий, лактобактерий, там тоже продуктов много, бифидобактерий, лактобактерий, там есть и бифилакт, бифидок. У нас мы видим, благо, что мы находимся на такой зоне, что у нас очень подвижные производители и быстро включаются в это и действительно своим потребителям дают это. Еще бы я, наверное, тоже остановилась, еще пока мы тут все не сказали, на продукт такой связанный, так, бифидобактерии, лактобактерии, и ну, чуть позже я не скажу, может быть, у меня там презентация побольше будет сказано. Значит, бактерицидные, вот мы тоже сейчас сказали, да, бактерицидные свойства молока, а еще бактерицидные свойства кисломолочных напитков. Там было коротко сказано, здесь немножко поподробнее, что вот тот самый антибиотик низин, и вот видите, их как по факту много, лактолин и так далее. Их много, их можно выделять и, ну, работать с ними по такому назначению, что
не только как природный компонент, но и помощь нам в технологии. Дальше. Все кисломолочные напитки мы делим на две группы, которые определяют состав микрофлоры, которую мы используем. То есть если мы берем только молочно-кислое брожение или мы говорим только закваска, состоящая из стрептококков, там термофильные, мезофильные стрептококки, то тогда эта группа, ну, одним словом его можно назвать группой простокваш. Это йогурт относится к простоквашам, сюда же относятся и сама простокваша, она и ацидофильная бывает, и мечниковская простокваша, и котык сюда же мы можем относить. То есть там, где протекает только молочно-кислое брожение. Вторая же категория продуктов, где дополнительно наряду с молочно-кислым брожением протекает еще и спиртовое брожение. То есть там, где в состав закваски входят дрожжи. Ну, наш главный представитель, да, этого продукта – это кефир. Кефир сквашивается под действием кефирных грибков, я вам покажу их на картинке дальше. Вот ацидофильно-дрожжевое молоко, нет у нас его на прилавках, но тоже принцип такой же. И вот как раз по ацидофильным компонентам хотелось бы сказать, что уникальная закваска, ацидофильные продукты, насколько я знаю, я вот Татарию видела, что производит, нам бы тоже подхватить эту ацидофильную группу, потому что из группы простокваши, я думаю, что они есть слизистые расы, то есть когда вы можете получить продукт такой вязкой консистенции, есть не слизистые расы, то есть это будет похоже на простоквашу, но с точки зрения набора компонентов и его воздействия вот на наш организм можно обратить внимание. Кумыс знакомо, наш продукт, да, прямо гордимся, что он существует. Там тоже протекает и молочно-кислое, и спиртовое брожение, в состав закваски входит. Ну и здесь уже не наш продукт, но он тоже есть. Дальше, кефирные грибки, что же это такое? Ну, посмотрите, как они выглядят. Наша с вами задача, если мы делаем кефир с названием кефир, а не кефирный напиток, когда мы берем закваску сухую, да, состоящую из примерно тех же компонентов, то вот это вот сразу разграничение. Если кефирные грибки, значит это кефир. Если это сухая закваска прямого действия, то это уже кефирный, уже нельзя кефиром это называть. Мы, конечно, уже знаем, да, из каких составляющих эти кефирные грибки, но пока что, как бы мы их между собой не соединяли, это никогда не превращается вот в тот самый вид кефирных грибков. В настоящее время, как они у нас были получены, это прям такая отдельная история, если к истории возникновения кефира. Вот это вот Ирина Тимофеевна Сахарова, она была технологом, работала на комбинате имени Горького, это уже 50-е годы, и попыталась с Кавказа привезти эти кефирные грибки, чтобы их уже пустить в промышленность. Но случилась интересная история. То есть она поехала изучать, ее украли, хотели жениться, но судебные дела. И получилось так, что, чтобы не заключать, да, под ответственность этого человека, который занимался уже производством кефира, не промышленный масштаб, но все же это было, вот она получила взамен 10 футов этих кефирных грибков, привезла, и прям буквально через какой-то короткий промежуток времени уже промышленность наша вырабатывала этот кефир. И до сих пор мы это делаем по той же самой технологии. Ничего мы там нового не создали. Мы также и работаем. Также их холим, лелеем, восстанавливаем, выращиваем. Если мы их потеряем и утратим, то, наверное, опять поедем на Кавказ. Да? Поэтому, да, или получим уже не кефир, это будет уже другой продукт. Дальше. Хотелось бы сказать несколько слов про кумыс. Это тоже наш национальный продукт. Посмотрите, картиночка какая, да, Давлеканова. Это исторический факт. Вот сколько уже времени мы знаем о нем очень много, что этот продукт действительно полезный, нужный, от туберкулеза сколько спасал, да. Болгарская палочка, ацидофильные дрожжи. Ну, то есть такой вот симбиоз шикарный, что хорошо действительно воздействует. Тот ученый, который действительно доказал, что этот продукт называется лечебным, это тоже наш соотечественник, да, доктор медицинских и экономических наук, много создал, то есть и создал, и книг написал, поэтому мы сейчас как бы уверенно, уже доказанно говорим, что этот продукт лечебный. Если мы обращаемся к литературным источникам, посмотрите, еще Пушкин говорил, как
про кумыс уже даже, вот видите, в литературе существует. И что самое интересное, вот эта ссылочка, кумыс делается из кобыльего молока, напиток сей в большом потреблении между всеми горскими кочующими народами Азии, довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым. То есть факт был, а доказательств не было. Доказательства мы уже получили в наше время, что приятно. Поэтому отвлечение, ну, надеюсь, оно нам хуже от этого не станет. Дальше. Кефир. Есть стандарт, существует рабочий стандарт. Что же это такое? Это продукт смешанного брожения, приготовленный. Вот видите, здесь прямо четкая оговорка на кефирных грибках без добавления каких-либо компонентов. То есть если мы добавляем чистые культуры, молочно-кислые бактерии и дрожжи, опять же говорю, что это уходит уже в другую категорию продуктов. Так же, как молоко цельное, молоко питьевое можно делать из цельного молока, из нормализованного, из обезжиренного. И вот посмотрите, добавляется здесь новый пункт из восстановленного. То есть кефир можно производить из молока восстановленного, то есть в качестве основы взять сухое молоко. Ну или их смеси. Дальше. Требования также есть у нас органолептические показатели и физико-химические показатели. Органолептический набор такой же, как и для молока питьевого. Для уже по физико-химическим, посмотрите, здесь у нас содержание жира 8,9%. Да, в молоке было вот это вот максимальное содержание жира было чуть повыше. Кислотность. Кислотность тоже находится в диапазоне от 85 до 130 градусов Тернера. Массовая доля белка также не менее 3%. Мы немножко такой вот у нас резонанс со стандартом идет, да, с ГОСТом у нас не ниже 2,8, здесь у нас не ниже 3. То есть мы должны подобрать молоко, чтобы произвести из него уже такой продукт. Теперь же давайте обратимся к самой технологии. Раз мы говорим, что здесь... В принципе, даже не важно, это кефир ли будет или простокваша, все эти продукты осуществляются по общей схеме. Все кисломолочные делаются по общей схеме. Другое дело, что есть какие-то такие небольшие отступления. Есть способ резервуарный, есть способ термостатный. Пока так вот ни о чем не говорит, да? Резервуарный способ – это внешне вы можете определить. Сейчас на упаковке даже стали писать там кефир термостатный или там, не знаю, что это значит. Даже если вы без упаковки получите вот резервуарный продукт и термостатный. Резервуарный – это консистенция однородная, она текучая, вязкая, а термостатный – это плотный сгусток. То есть если вы дома, у вас прокисло молоко, вы увидите сначала, это будет, внешне вы не заметите, что молоко прокисло, глядя, да, это будет все равно молоко, но кислое. На следующей стадии вы заметите, что что-то произошло с консистенцией, консистенция стала такая более плотная. И если вы еще какое-то время подержите, то это у вас будет такой плотный сгусток и уже выделяться сыворотка. Вот этот плотный сгусток, вот это и есть и термостатный способ. То есть пока у вас производилось с таким естественным способом простокваша, вы получили тот самый термостатный сгусток. Плотный, не нарушенный. А когда вы его начнете перемешивать, вот это и уже будет такой вот, скажем, внешне похожий на резервуарный способ. Значит, первая операция общая для всех продуктов – это приемка и подготовка молока. Или можем сказать, приемка и оценка качества молока. А подходит ли это молоко для того или иного продукта? Тоже должны знать, понимать. Видите, по белку мы уже не всегда, да, проходим, мы должны взять что-то получше. Дальше, тепловая обработка и гомогенизация. Это процесс, как правило, как в молоке питьевом, протекает в одной установке, но эта установка для кисломолочных не 5-секционная, как для молока, а 3-секционная. Почему? Потому что нам не нужно охлаждать молоко до стадии конечной, то есть нам потом не нужно его расфасовывать. Мы должны дальше сделать дополнительные операции. Мы должны охладить молоко до того состояния, чтобы внести закваску, то есть микроорганизмы, и они начали работать. Мы должны создать благоприятные условия. Поэтому температура будет определяться видом вашего продукта. Для кефира это более низкая температура, около 20 градусов. Если это простокваша, там 35 и 40. Ну, все определяется видом. Дальше происходит заквашивание. Процесс заквашивания – это такой моментальный процесс внесения закваски. Вот вы их туда поместили, в это молоко, и перемешали. Вот это заквашивание. Процесс сквашивания. Вот давайте сначала резервуарный способ разберем. Сквашивание – это то время, когда работают микроорганизмы. То есть мы
внесли полезные нам микробы и оставили в покое до того времени, пока эти микроорганизмы не размножатся и не начнут воздействовать на составные компоненты молока. А в нашем случае составные компоненты идет воздействие на белок, ну, молочный сахар тоже задействован. То есть идет образование сгустка. При резервуарном способе готовый сгусток мы перемешиваем, мы его нарушаем, мы создаем единую, ровную такую консистенцию. В этом резервуаре чаще всего, да, вот так вот происходит, производится охлаждение, но если это предприятие крупное, большое, и у нас достаточно большие объемы производства, то тогда прибегают к поточному способу охлаждения этого сгустка, ну, чтобы не задерживать, потому что, понимаете, время охлаждения в резервуаре оно будет дольше, нежели чем поточный способ. Поэтому охлаждаем. Затем, если в состав закваски входит дрожжи, то есть это продукт, допустим, кефир, то нужно дать время, чтобы эти дрожжи тоже развивались. Мы должны создать им отдельные условия. У них температура еще ниже. Ну и время воздействия, то есть время работы их тоже дольше. То есть если у нас процесс сквашивания для простокваш там и 4-6 часов, то здесь идет до 10-12 часов. Поэтому процесс созревания операция такая важная. Здесь вот такой бывает момент у нас, как у потребителей, а почему мы покупаем кефир, а срок, дата производства стоит не сегодняшняя, а завтрашняя, да? То есть там не 10, а 11 числа. А вот тоже предыдущий стандарт нам не разрешал реализовывать кефир, пока мы не завершим все стадии технологического процесса. Нынешний стандарт это нам позволяет сделать. Почему? Потому что процесс созревания проходит, ну, по сути, так грубо сказать, в тех же условиях, что и у нас молоко, что и продукт хранится. То есть у нас процесс созревания может продолжиться в камере хранения, процесс созревания может продолжиться даже в нашем холодильнике, потому что если мы доведем, как это была бы действительно проблема, когда продукт уже созревший реализовался нам, мы получали такой излишне кислый кефир. Это была кислота, и многие из-за этого и отказывались, не каждый может. Поэтому мы можем приобрести продукт с таким вот с легкой стадией созревания, ну, кому нравится, пожалуйста, доводите. Но при условии, что этот продукт хранится не очень долго. Если же мы возьмем кефир там со сроком хранения месяц, то, естественно, там уже никаких дрожжей не будет, ничего у вас там работать не будет, никакой полезности тоже не будет. Потом разливаем мы это уже, поскольку вязкая масса, да, разливаем в пакеты, ну и все как обычно, уже конечная стадия. Если же термостатный способ, сразу говорим, что этот способ для производителя, он более трудоемкий, и не только в плане ручного труда, а это тоже присутствует, но и даже в плане площадей. Потому что наша задача, после того, как мы внесем закваску, перемешали и очень быстро, в течение 40 минут мы должны эту партию расфасовать. Если мы это не сделаем, то у нас начнет идти формирование сгустка, и мы плотный сгусток уже потом в итоге не получим. Мы его нарушим, мы его испортим. В резервуарном способе это можно, а термостатный, он на то и термостатный, чтобы сгусток был плотный. Затем мы все это переводим в термостатную камеру. То есть это такая камера помещения, где в нашей таре этот продукт находится, ну, в ящиках или там, в коробках каких-то, да, и выдерживается при оптимальных условиях развития микроорганизмов, да, входящих в состав закваски. Представьте, то ли это помещение, то ли это резервуар, то ли поддержать условия в резервуаре, да, путем подачи там горячей воды, холодной воды в рубашку, то ли это нужно прогреть эту всю комнату, понимаете. И опять же, то ли в резервуар мы залили, перемешали, охладили и расфасовали. А здесь что? Отдельно расфасовали, сюда перенесли, чтобы выдержать все руками или как-то какой транспортер надо придумать, и потом отдельно перенесли уже в холодильную камеру. То есть, да, ручной труд превалирует. Ну, что делать? Мы любим наш стандартный, старый, да, тот самый вкус, как у нас в рекламе бывает. Поэтому хочешь не хочешь, заставляет нас, производителей, да, возвращаться к старым технологиям, иногда себе в убыток. Вот, но сохранить вот это слово термостатный. В холодильной камере мы охлаждаем продукты, и дальше уже созревание может производиться тоже в этих же условиях. Поэтому вот эта стадия созревания не обязательная для простокваш, но обязательная для комбинированного способа, мы ее вот иногда совмещаем.
Это по кисломолочным. Общая схема. Дальше скажу, что на кумыс сейчас, благо, появился, ну, он уже не такой новый, но до этого у нас стандарта на кумыс не было. И каждый производитель болтыхался как хотел, да, какими требованиями должен обладать продукт, что создал, то и будет. Другое дело, потребитель не сможет проверить, а так ли или не так. Значит, органолептические показатели сейчас уже все четко в стандарт заложены. Смотрите, все те же основные группы: внешний вид, вкус, цвет, запах, да, консистенция. Это выписка из ГОСТа. Физико-химические показатели тоже, да, кислотность определена, массовая доля жира не менее 1%, больше, пожалуйста, массовая доля белка 2% и температура при выпуске с предприятия, ну, она стандартная. Сразу говорим, что кумыс, в принципе, мы можем производить и правильно производить из кобыльего молока. Существуют технологии, когда мы можем это сделать из коровьего молока, отработанная технология, но продукт кумысом называть не можем в этом случае, да, мы уже его переведем в другую категорию. Кумысный напиток. Кумысный напиток, да. Если технологически посмотреть, что же мы делаем с молоком, ну так, давайте перейдем, что состав кобыльего молока и состав коровьего молока отличаются, достаточно заметно отличаются. Если рассматривать с точки зрения лучшего сырья для продуктов детского питания, то, естественно, кобылье молоко будет на 3 этажа выше, нежели чем коровье. Это тоже, кстати, нам повод для размышления, как же нам наладить производство детского питания из кобыльего молока. Зарубежных аналогов очень много, у нас, к сожалению, из кобыльего молока кумыс, да, и практически и точка. Вот стоит нам вот здесь развиваться, и даже есть разработки, и даже у нас на кафедре есть эти разработки, они уже имеют определенные такие вот точечки внедрения. Стоит рассмотреть. Ну, давайте перейдем, что такое кобыле, кумыс из коровьего молока. Мы берем коровье молоко. Чтобы его приблизить к составу кобыльего молока, нам нужно взять ту самую забытую нашу сыворотку, про которую мы уже тоже сегодня говорили. Тот самый отход, который часто выливается в канализацию. А если мы ее сочетаем с коровьим молоком, то тогда мы приближаем состав. Что происходит? В сыворотке много сывороточных белков. Также много это и в кобыльем молоке. Из-за того, что сыворотка содержит больше влаги, мы производим разбавление коровьего молока, и получается, что общее содержание казеина не нужно, да, в таком количестве, как у нас присутствует, его количество снижается. Что происходит с сахаром? Содержание молочного сахара в коровьем и кобыльном молоке, ну, скажем так, примерно одинаково, но этот сахар у нас в сыворотке чуть-чуть более концентрированно получается, чуть больше содержания. Минеральные соли здесь примерно так же переходят. Поэтому вот самая проблема бывает приблизить по белку, а вот сыворотка нам пришла на помощь в таком случае. Дальше. Ну, основные технологические операции производства кумыса – это, вы знаете, да, что внесение закваски, это неоднократное внесение закваски идет, да, и тщательное вымешивание. Сейчас у нас этот процесс стал более или менее механизированный, автоматизированный, да, если раньше это были все время ручной труд, то сейчас можно уже как-то эти самые долгие операции механизировать и упростить. Поэтому схема такая классическая. Она тоже к исторической такой справке, как это было в кумысном цехе, да, конный завод, как это производилось. Ну, если так сказать, что сейчас, конечно, какие-то операции упрощаются из-за того, что у нас оборудование новое появляется, да, каталог оборудования у нас сейчас действительно широкий, промышленность не стоит на месте, и под наши запросы делает очень много. Так, коротко, да, по кисломолочным, наверное, я пробежалась, да, творог. Творог – продукт белковый, нужный. Творог производится тоже из молока, и вот если мы определимся, посмотрим на это определение, здесь уже какие-то моменты прописаны, что можно делать с кислотной коагуляцией или кислотно-сычужной коагуляцией белков, поясню, и последующее удаление сыворотки. И вот этот вот процесс, он может быть абсолютно разным. Это может быть и самопрессование, и прессование, это может быть поточно-механизированный способ. Из чего же можно производить творог? Из цельного молока, из нормализованного, из обезжиренного. Если из цельного молока, да, продукт получается такой хорошей консистенции, да,
мягкая масса, приятная масса. Но сразу поясню, что когда мы производим творог, особенно жирные виды из цельного молока, у нас поток сыворотки, то есть наш отход, уходит часть жира. То есть мы будем терять не только наш заветный белок, но еще часть жира. Поэтому промышленность чаще всего сейчас переходит на такой раздельный способ производства творога, когда мы получаем обезжиренное молоко и сливки, затем из обезжиренного молока мы производим творог нежирный и уже смешиваем со сливками и получаем тот самый жирный продукт. ГОСТом предусмотрены у нас те же самые показатели, органолептические, физико-химические. Массовая доля жира тоже в широком диапазоне. Посмотрите, от обезжиренного вида до 23% жира. Влага тоже определяется видом продукта, то есть сколько белка, сколько жира будет, ну, кислотность, соответственно. Посмотрите, опять же, как мы там говорили раньше, что кислотность обезжиренного продукта выше, нежели чем жирных видов, и здесь эта разница прям заметно выше. Если идем мы к схеме технологического процесса, производства, то у нас есть кислотный способ и кислотно-сычужный. Кислотный способ производства творога заключается в том, что мы вносим только закваску, то есть только полезную микрофлору. Кислотно-сычужный, когда мы наряду с закваской применяем и хлористый кальций. Очень много споров, а полезно ли это, а нужно ли это и зачем его вносят. Для сыра обязательно, для творога, ну, как вы видите, есть альтернативные способы. Что же такое за продукт, такой компонент, да, хлористый кальций? Все мы с вами молоко кипятили. Опять я возвращаюсь к этому примеру, чтобы каждый понял, что же это такое. Молоко кипятили, прокипятили, слили. То есть мы довели действительно до кипения. Сливаем и видим, что-то там внутри на кастрюле у нас осталось. Осталось на боковой поверхности, осталось на дне. А если мы температуру там дождались, мы еще и увидим берега, да? Что это такое? Это как раз тот самый белок, или мы говорим правильное название, казеинат, кальций-фосфатный комплекс, который утрачивается или изменяется при тепловой обработке. То есть часть белка и кальция мы с вами потеряли при кипячении. Мы кальций перевели в такую нерастворимую форму. В молоке это растворимо, а вот после тепловой обработки нерастворимо. Но это наша кастрюля, скажете вы, да, на предприятии. Как это происходит? На предприятии у нас была тепловая обработка, пастеризация, которая проходила пусть на пластинчатом, пусть на трубчатом пастеризаторе. И когда кто-то, если разбирал этот пастеризатор, эти пластины, они все в таком белом налете. Ну, как и наш чайник, так же, как и эти кастрюли, да, то есть это тот самый камень, который образуется, те самые кальциевые вот эти компоненты, они у нас оседают. Но если мы пастеризатор тщательно мыть не будем, это будем оставлять, то у нас процесс пастеризации, эффективность будет снижаться, потому что, представляете, вот эта накипь, она будет мешать, и нужно или время дополнительное, или какой-то более высокий режим, да, чтобы эту часть еще прогреть, чтобы температура дошла до молока. Поэтому кальций мы потеряли, а он нам, ой, как нужен, чтобы получить плотный сгусток, чтобы получить потом хороший продукт. Поэтому вот здесь-то и прибегаем мы к этому компоненту хлористый кальций, который вносится там из расчета 30-40 грамм на 100 килограмм молока в виде водного раствора. Поэтому это не страшный компонент, он нормальный, он нам помогает выделить из молока все, что необходимо и что должно попасть в творог. Вот поэтому этот компонент здесь нужен. А что же такое сычужный фермент? Сычужное слово вы встречали, наверное, когда приобретали или видели сычужные, сыры сычужные, мы говорим там, да. Сычужный фермент – это фермент, который получают из желудков убитых животных. Страшно звучит, но это так. Молоко раньше хранилось в этих желудках, использовали как тару. Но раз внутри у нас имеются ферменты и всякие другие компоненты, было понятно, что молоко очень быстро свертывается. И свертывается так, что нужно прям использовать нож, чтобы разрезать вот эти вот кусочки. Поэтому
На следующем этапе промышленные стали добавлять кусочки, ну, понимая, что что-то там есть, добавляли кусочки желудка в молоко, но это на начальной стадии нашей промышленности. Конечно, представьте, сейчас кусок желудка бросить в молоко нереально и не нужно, поэтому выделили этот фермент в виде порошка, очень активно, и норма внесения фермента для творога кислотно-сычужным способом, послушайте, составляет всего лишь 1 грамм на 1 тонну. Для сыра составляет 2,5 грамма на 100 килограмм молока. Полезно, это вредно, но такой малюсенький процент технологически он нам, да, дает шанс, да, получить хороший продукт, но с точки зрения там вкусовых каких-то вы это не заметите, не почувствуете. Значит, начальные операции, посмотрите, они у нас примерно одинаковые, да, нормализация, иногда немножко здесь очередность меняется. Пастеризация, заквашивание, это опять же внесение закваски, сквашивание для кислотного способа, то есть образование сгустка, и внесение кальция фермента, это для кислотно-сычужного. А потом после этого уже идет сквашивание. Затем у нас идет разрезка сгустка. Разрезка сгустка нам нужна для чего? Если кефир мы просто перемешивали. И все, потому что нам жидкая часть там оставалась. А для творога нам эту жидкую фракцию нужно выделить. И выделить так, чтобы как можно меньше мы потеряли белка, да, вот с этой сывороткой. Поэтому мы приходим вот к помощи разрезки, режем на кусочки небольшие, чтобы площадь выделения была больше. У нас сыворотка выделяется, затем мы определяем себе способ удаления сыворотки. Это может быть в мешочках самый простой, или мы говорим традиционный способ. Потом мы эти мешочки лавсановые складываем в пресс-тележку, где идет процесс и самопрессования, и отделение сыворотки, и еще параллельно охлаждение. Затем извлекаем этот творог из мешочков и уже подвергаем фасовке. Это уже тоже вид определяете. Но это мы говорим по технологическому способу производства, вот кислотный и кислотно-сычужный. А вот если мы смотрим с точки зрения оборудования, применяемого для отделения сыворотки, то здесь существует у нас 5 разных способов. Вот самый простой способ – это творожная ванна. Когда мы в творожную ванну, тот самый пример, который сейчас говорила, творожной ванны не получаем мы сгусток, разрезаем здесь же, фасуем вот через этот штуцер, скажем так, да, это в мешочке, ну и дальше переводим на другое оборудование. Творожные ванны и открытые, и закрытые, разные тоже вместимости бывают. Следующее оборудование считается более такое усовершенствованное, когда не расфасовывается творог в эти лавсановые мешочки, потому что это огромные затраты ручного труда, и потом с ними тоже много возни, когда мы используем творогоизготовитель с прессующей ванной. То есть внизу мы получили, в нижней части, в нижней рабочей ванне получили сгусток, сделали разрезку, а чтобы отделить сыворотку, мы вот уже вот эту верхнюю ванну прижимаем, придавливаем, и таким образом, получается, подпрессовываем эту массу, сыворотку сливаем, и таким образом далее уже идет на фасовку. Есть еще у нас творогоизготовитель с ванной сеткой, или раньше этот способ назывался молдавский способ производства творога, когда ванная сетка находится в нижней части, когда производим творог, получаем сгусток, и чтобы отделить сыворотку, мы эту ванную сетку вот так поднимали, и сыворотка стекала вот в нижнюю рабочую ванну. Таким вот под действием самопрессования у нас происходило отделение сыворотки. Но этот способ, сразу говорю, он у нас не прижился. Он был на гормолзаводе раньше, да, когда еще на этой территории в городе предприятие располагалось. Ну, очень сыворотка течет, сыворотка льется, не прижился, сразу говорю. Есть еще 2 способа, или мы говорим их поточно-механизированные способы производства творога. Это линия Я9 УПТ, когда отделение сыворотки производится с помощью барабанного обезвоживателя. Под определенным углом наклона творог проходит, и сыворотка стекает. Дальше уже идет на дальнейшие операции. Есть еще один способ поточно-механизированный, когда в линию включается для отделения сыворотки, включается сепаратор для творога. Вот он тоже здесь представлен. Поточно-механизированные линии, они хороши тем, что процесс протекает практически в закрытом потоке,
и, ну, как бы исключаем процесс обсеменения. Ну, вот я так очень коротко, если позволите, прям бегом-бегом по основным процессам, именно по творогу тоже завершу. Еще также прям коротеньким экскурсом, да, пробежимся по технологии сыра. Это, сразу говорю, это общая технология сыра. Это касаемо и твердых сыров. Ну, процесс идет, это, наверное, знаете, самая такая длительная технология и в части получения продукта, и в части количества операций, которые расходуются. Мы, конечно, не говорим там продукты детского питания, там еще больше, но вот такой сложный момент. Значит, молоко подвергается также нормализации. Нормализация, как правило, для сыра идет до содержания жира более низкого, нежели чем молока. То есть если молоко мы там берем жирностью, то есть приходит у нас на предприятие там жирностью и 3,2%, то здесь у нас содержание жира, как правило, снижаемое. Очистка производится, здесь вот показано у нас в теплом виде. Затем идет пастеризация для молока, который идет на выработку сыра. Пастеризация самая щадящая. Это самый низкий режим тепловой обработки для всех по сравнению со всеми продуктами. Есть, если с зарубежным опытом мы обращаемся, то там пастеризация даже в некоторых моментах и не применяется, но нам, опять же говорю, законодательство запрещает такое, поэтому мы пастеризацию обязаны проводить, чтобы сохранить наше качество продукта. Далее мы охлаждаем молоко до условий, при которых будет работать закваска, необходимый нам для сыра. И здесь уже как раз будет определяться, какой это сыр. Твердый сыр с высокой температурой второго нагревания, с низкой температурой второго нагревания. Или это будет там рассольная группа сыров, или это мягкие сыры. Здесь уже будет зависеть уже режим образования, как бы свертывания молока. Далее. Процесс свертывания молока, вот видите, мы дальше все время раньше говорили, это сквашивание, а здесь новый термин появился, это свертывание. Свертывание, потому что процесс идет очень быстро по сравнению с кисломолочной группой. Это мы под действием того, что используем хлористый кальций, закваску, сычужный препарат, да, вот, как мы говорили, сычужный фермент, иначе можем сказать. Можно использовать азотно-кислые соли, калий и натрий, это чтобы предотвратить вспучивание сыров в дальнейшем при созревании. Этот компонент нам тоже нужен. Свертывание длится 35-40 минут. То есть мы можем определить норму внесения сычужного фермента с помощью пробного свертывания. То есть это такая кружка, когда 1 литр молока мы помещаем в эту кружку и смотрим, на каком уровне остановился при извлечении. И каждое деление кружки показывает, сколько грамм фермента нужно внести на 100 килограмм, чтобы оно свернулось в заявленные 30-40 минут. Дальше у нас производится разрезка сгустка. Разрезка сгустка определяется, то есть размер зерна будет зависеть от того, какой это сыр. Чем крупнее, чем мягче сыр, тем более крупный сгусток. Если это будет твердая группа сыров, то зернышки будут самые мелкие, потому что нам нужно извлечь как можно больше влаги из этих компонентов. Дальше производится удаление сыворотки. Не вся сыворотка удаляется, частично, даже, ну, можно сказать, около 50%. Питьевую воду можем добавлять, а можем не добавлять. Это связано с тем, нужно ли нам раскислить, нужно ли нам уменьшить кислотность, потому что если повышенная кислотность, это тоже неблагоприятный фактор в дальнейшем. Далее мы проводим второе нагревание, чтобы лучше выделялась сыворотка из этих зернышек. Мешаем, чтобы эти зернышки округлились. Производим формование, то есть придаем сыру форму. Это может быть и высокий цилиндр, и низкий цилиндр, и круглый. Самопрессование, когда под действием собственного веса у нас сыворотка отделяется. Ну, здесь маркирование я бы, наверное, уже упустила. Этот компонент уже, то есть эта операция сейчас не обязательная, даже не нужна она. Когда казиновыми циферками мы делали маркировку, сейчас это не делается. Прессование, то есть под действием определенного веса мы удаляем сыворотку, то есть это, как правило, или рычажный пресс может быть, или это может быть пневматический пресс. Дальше посолка осуществляется, их способов несколько.
сухая посолка, посолка в зерне, посолка в рассоле, обсушка сыра, чтобы корочка навелась. Ну, упаковываем, созреваем. Уже созревание для того, чтобы сформировать глазки, ну, придать вот остальные свойства. Вот, наверное, и основные моменты я вам очень так быстренько рассказала. Там вопросы были в чате? Да. 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 Могу Начиная выйти с на секунду? кислого. Выйти на секунду смогу? Ну, давайте сейчас объявить, что вы будете. Давайте на 3 минутки мы отлучимся и потом продолжим. Угу. Так, давайте несколько моментов остановимся на вопросах. Значит, очищают ли молоко озоном? Вопрос задает Анастасия. Хороший вопрос. Вы знаете, вообще существует технология очистки, альтернативные способы очистки молока, то есть когда мы применяем не только традиционные вот механические и так далее. В настоящее время озонирование производится в основном у нас готовой продукции. Когда мы в упаковку закачиваем, да, проводим озонирование, азотирование, чтобы увеличить срок годности. Пока что вот я вам сходу пример не могу привести, чтобы очищали само молоко. Надо, кстати, нам подумать над этим. Может быть, это прям отдельная интересная тема и посмотреть все плюсы и минусы, а вдруг это действительно будет работать. Так, вопрос по кисломолочным продуктам, отдельный вебинар. Мы, конечно, сегодня очень так... Я понимаю, что мне бы хотелось вам еще больше рассказать, но у меня время ограничено, и хочется, чтобы какой-то такой экскурс был, и какие-то моменты технологические, пусть это не ошибки, но
где возникают такие сложные пояснения, объяснения, поэтому если нужда будет, наверное, мы, пожалуйста, можем отдельно эту тему поподробнее рассмотреть. И в плане заквасок даже, да, какие существуют закваски, кто нам может их представить, как они Может, работают. мы следующим вопросом и этот вопрос закроем, там по обучению будет вопрос. Давайте, да. Хотелось бы вопрос по производству кефира. Будет ли про кефир? Да. Ну вот это да, в принципе, смотрите, все, как вы уже, наверное, поняли, кисломолочные продукты – это все, и кефир в том числе. Это она же, Велена, потом задала вопрос, возможно ли проводить курсы для фермеров по производству кисломолочных продуктов, как сырные курсы. Пониже, да? Пониже? Да, пониже. Это она же задала. Почему нет? Все возможно. Если есть спрос, мы всегда готовы включиться и помочь. Если действительно вы нуждаетесь, мы можем провести. Я только не знаю, как это правильно оформить. Это как происходит? Это через заявку, через Минсельхоз или что ли? Или это, может быть, мы можем... Нет, у вас же есть сырные курсы? Да, у нас есть. Мы можем тогда, давайте эту параллель сделаем программу по кисломолочным, и, пожалуйста, вас также пригласим, в таком же формате поработаем. Потому что по сырам действительно уже 3-й год, да, вы знаете, идет эта школа, она себя действительно оправдала, но запустилась из-за того, что есть помещение отдельное. В принципе, для кисломолочной группы у нас и термостаты есть, вот чтобы в таком полубытовом варианте, но рассмотреть все технологические аспекты мы действительно, конечно, можем. Хорошо, принимаем к сведению, начинаем работать. Так. Горький вкус молока. Горький вкус молока. Да, правильно пишете, это липаза. Это липаза, которая также связана... Ну, это процесс порчи, это такой способ разложения жира на составные компоненты. Кобылью, так, еще раз, кобылью липазу добавить коровье молоко. Как вам здесь сказать? Аминокислотный состав мы, да, приблизим. Второй вопрос, как это будет отражаться на вкусе. Это тоже такой момент, это, знаете, такой подход называется, когда мы аминокислотную составляющую увеличиваем, изменяем, да, это, по сути, уже как бы новая категория продуктов, ее можно уже отнести к тем самым функциональным продуктам. Это даже можно смело заявлять. Что такое функциональный продукт? Это любое насыщение, то, чего нам не хватает. Ну, это так утрированно сказать. Витаминный состав мы приближаем, используем те или иные витамины. Это уже называется функциональными. Сейчас у нас там пищевых волокон не хватает, да? Насытили прекрасно. Это тоже будет уже относиться к продукту функциональными значениями, ну или с элементами. Так, что-то там еще есть, да? Там был вопрос, горький привкус молока, от чего может быть, кроме того? Горький привкус, у нас это связано с питанием животного, ну, рацион, да, компоненты или корма, входящие в состав. Лютики дают горький вкус. Переход на новые корма, если присутствует какая-то группа недоброкачественных кормов, тоже может дать горький вкус. Ну, чеснок мы тоже говорим, да, если это прогоркание происходит на стадии, это тоже горький вкус. Смотря какого он происхождения. От кормов часто, да, действительно часто процесс кормления может отразиться и дать этот горечь. А если не кормление, тогда что может быть? Ну вот, наверное, это как раз то самое разложение вот этого жира, когда жир начинает разлагаться, как масло. Вот помните же, я же вам говорила, масло, оно тоже вот этот же горчинку дает поверхностно. Это вот липолиз, это вид брожения, который, вид разложения, да, скажем, который нам не нужен. Это процесс порчи, бывает. Так, кефир в процессе созревания делится на сыворотку и плотный сгусток. Это нормально или ненормально, да? Вообще, конечно, смотрите, кефир, отслоение сыворотки должно быть не более 15-20%. Если это происходит более активно, то есть прям действительно заметно, это связано с нарушением длительности или режимов технологического процесса. То здесь надо немножечко посмотреть. Это бывает так, что слишком высокая температура созревания. И тогда, сами понимаете, при повышенных режимах сыворотка у нас активнее отделяется. Да, да, это не совсем правильно. Ну, сами подумайте, когда мы приобретаем кефир, мы же, если он закрытый, да, ничего страшного. А если он будет в упаковке, конечно, мы скажем, вот тут отслоилось, а вот тут вот опять отслоилось, снизу сыворотка, сверху жир. В общем, мы как потребитель, наверное, отойдем в стороночку.
Поэтому, да, надо будет немножко чуть-чуть подработать. Эфир, конечно, такой продукт, он живой, он капризненький. С ним надо нянчиться. Поэтому упаковка вся непрозрачная. Ну, конечно, да, упаковка нам в помощи. В данном случае нам упаковка помогает подзакрыть, закрыть, встряхнуть, потом это уже будет не так заметно. Да, ну, надо, конечно... Тут вот вопрос, непонятные для меня слова. В концентратах сложно найти лактобациллус ротари. Так, это я... Не это, да? Не дошла? Выше. Выше, да? Так, еще выше. Сейчас посмотрим. Сырные курсы вижу. Выше. Еще выше, да? В концентратах сложно найти лактобациллус ротари. С чем это связано? А в концентратах какого плана? Не совсем, я тоже поняла. В концентратах. Имеется в виду в закваске, может быть, концентрированные? В концентрированной закваске? Нет, мне, честно, не совсем вопрос понятен. Да. Ну, Анастасия может взять мой телефон, если что, мы можем связаться и какие-то моменты действительно в рабочем порядке подсказать. Если мы в состоянии вам подсказать, мы, конечно, всегда рады. Если нет, может быть, и мы к вам придем учиться. Да, в заквасках пишет. Да, в заквасках. Но опять же, посмотрите, мы же когда закваски приобретаем, в принципе, не раскладываем эти компоненты. Это, может быть, нам тогда обратиться к производителям заквасок, чтобы выделить. А нам он для чего нужен? Для какого-то продукта? Обсудим, давайте, Анастасия, мы с вами это обсудим. И я пойму, что вы хотите, и вы попробуем решить. Вот. Так. Ну, спасибо за работу, да. Мне было приятно с вами встретиться. Пока для меня это был опыт такой вебинарный, да, новый. Но я тоже вас приглашаю к нам. Если действительно какие-то есть запросы, заявки по тем или иным продуктам или группе продуктов, или, может быть, что-то нужно действительно усилить, мы всегда рады, мы всегда открыты и придем навстречу. Мы можем и к вам выехать, посмотреть, если действительно какие-то проблемы возникают. Вот. Но не забывайте, что вот самые ключевые моменты, если вы расширяетесь, тщательнее, прям заранее продумайте ассортимент, чтобы он не был таким заезженным, потому что, как это мы говорим, молоко, кефир и творог, да, это уже стало прям традиционно. Ну, старайтесь какую-то такую свою узнаваемость. Они всегда... По некоторым продуктам мы знаем, что это только у этого производителя, и уже такая у нас скрытая реклама тоже существует. Спасибо за работу, было очень приятно.